вопрос. Что случилось вот буквально сегодня или вчера вечером с этим, с министром вот этим вот, скажи мне, военкома морских сил вот этого вот Кфира? Что с ним случилось? Да, говорят, погиб и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А где ваш Нетаньяху? А вот Нетаньяху-то у Гитлера уже, правильно? Конечно, 100%, да. Ну да, все тогда, все, блядь, нормально, что? Да, все, нет Нетаньяху, да. 2 Трампа и 3 Нетаньяху. Да. А Нетаньяху не видно. Александр, посмотрите, как себя ведет Не видно, Трамп. спрятал. По одному говорите. Ну. Да, Откуда ты берешь давайте. эти данные, Рунен? Давай без Давайте, поноса. Откуда ты давай. берешь эти данные? Да. Оттуда же, и как и оттуда, и от вас. Оттуда. С Корана берешь, что ли? Нет, а кто тебе сказал? Ну, давайте не про веру. Кто не тебе про веру. сказал, Я что знаю, я что мусульманин вообще? Я хочу понять, откуда ты берешь эту информацию. Мне просто интересно. Я буддист. Дайте я чуть-чуть разъясню, что вообще про этого персонажа, да? Я знаю, Не надо мне, адвокат ему мне вообще не до нужен. лампочки, ему наплевать. Мне адвокат не нужен. Закрой свой рот, засунь свой язык подальше в Тише, жопу. ну. Что Иран Понял? будет гасить Израиль, то есть для них и шииты... это Иран вам важная всем в страна. рот дал просто, поняли? И Вам в рот. евреи, короче, побольше, чтобы этих загасили. Ребята, я извиняюсь, Ну, можно да, очень да. коротенько? Очень коротенько, 15 секунд буквально, да? Ну, не надо, ну. Когда началась война в Чечне, первая страна, кто поддержал чеченцев, первая, и выразил им, значит, поддержку и соболезнования, был Израиль. И в это же время в Москву приехал, значит, Арафат и целовался в десны с Ельциным. Просто так для размышления вам как бы такую новость Там озвучил. не только Арафат приезжал. Арафата вот эти игиловцы... Да, и вообще все за лидеры, да, все мусульманина. лидеры арабские, да. Да, за мусульманина вообще не считают Арафата вот эти игиловцы. Мне просто Их интересно, вот- ну, секундочку. они считают мусульманином вот этого лидера Джамаата Хамас. Это их брат. А вот он приезжал и говорил, что Чечня – это внутреннее дело Российской Федерации. В 2006 Если бы году. Ронин немножко интересовался, он бы, конечно, бы об этом тоже знал. Но Ронин, он, конечно же, об Ронин. этом не интересуется. Можно И Брашка тоже. А Ронин, Да, Ронину я буду вообще по выходить. барабану, да? Александр, что я там буду в выходить, Чечне мне произойдет. неинтересно этот Не, сумасшедший я топ, уже да? Они вот эти Эти игиловцы это клуб лузеров, я Они присутствовать используют не собираюсь. трагедию нашего народа, да, паразитируют на этом. Это клоуны, те мусульманы, это клоуны, я тебе говорю, это пипец какой-то ходячий. Ну давайте, не оскорбляйте. Ну. Друзья, давайте... А кого я оскорбляю? Не скатываться на Смотрите, то кого я человека. оскорбляю? Это Это вот люди, да, вот нет. исламисты. Я давайте вам коротко объясню, да, вот чеченскую тему. Вот эти мусульмане. Тут... Они лазят по вот этому интернету, паразитируют на украинской там трагедии, паразитируют на чеченской трагедии. То есть им, вы когда говорите там, как бы хотите что-то, чувства какие-то там у него, я не знаю, накопать, да, у него нету вообще, им не интересно, что там у чеченцев трагедия была. То есть он, да, он сам этнический, происхождение у него оттуда, но у него в голове полный там мусор. То есть ему вообще вот эта национальная составляющая, им поменяли там мозг. То есть у него главное там вот его И, Брашка, сорян, я тебя перебью, я просто не понял то, что я Ну думал, что вы это нас другой оскорбляете? Ибрагим, Всё, давайте... молчу. И что, Никого не оскорбляю. сейчас Никого не- разъясню просто ситуацию. У меня вопрос к всем вот бабуинам, да? Покажите мне страну в мире, вселенной, вот просто вселенной, за всю историю военной политики, войны, неважно, что уничтожили генеральный штаб полгода назад 4 раза, сейчас просто уничтожили всех политиков, всех просто до одного. Там остался один президент, а второй, который кричал, что он работает на Моссад, да? И то он там готов там закопаться. Вчера там этот пикнул, там кто там сказал, генерал морских сил, что он отомстит, сегодня его завалили. Моссад работает, красавцы, молодцы, нечего сказать. Уничтожили всех генералов, всех политиков, перекопали просто всю страну, 7 тысяч
целей, 7 тысяч целей объектов. Это... И они еще кричат, что кого-то они там нагнули. Это вообще, да? Я когда вижу в Фейсбуке вот эти ролики, когда они делают это, искусственный интеллект, Тель-Авив разрушен, какой-то город, у нас есть один город, который нет порта, уничтожен, вот все мы бегаем, в аэропорт и хотим улететь. Бляш, вы что, нормальные. Знаешь, что Трамп сказал недавно, когда спросили у него, почему он встречается с Израилем 6 раз? 6 раз. Политики, европейские политики, я могу показать видео. Знаете, что он сказал? Потому что вы говорите, а они и мы делаем. Так вот, вы можете говорить до утра, что угодно. Разница между вами, да, Абдулашки, то, что мы делаем, а вы говорите, вы придумываете, это огромная разница. Это факт. Так, давайте не ругаться, не переходить на личность. Никто не ругается. Адмирал. Никто не Нет, ругается. ну давайте Да. по-дружески. Что там? Адмирал, говори. И ты иди в эфир хочешь. Я вам скажу такую вещь, что я верю, что чеченский народ, да, когда Россия развалится, она экономически развалится. Это, Вот это- блин, ну, бабки не ходи, потому что, когда был у нас разговор, лейтенант помнит этот разговор, полгода назад, когда мы одни засадили Ирану, да, Ронин, для тебя это. И я сказал, что через полгода-год там будет что? Холодильник победит. То есть люди выйдут на улицу. Почему? Потому что они все свои деньги вложили в атомную программу, в военные заводы, в ракеты. Все это поломали. В основном. Окей? Теперь людям жрать нечего. Если сегодня мы встанем и уйдем оттуда, через полгода-год, Ронин, записывай, у тебя там будет переворот. А заметь такой, что еще один факт, Ронин. Израиль и Америка иранскую армию не трогают. Они только уничтожают КСИР. А почему? Подумай, Ронин. Потому что потом будет переворот. Именно армия сделает переворот. Понимаешь? Давайте другому Ронин, в Израиле. Леня, Ронин. В Европе бегает в кружевных труселях. Ну честно, как бы, что ты это самое. Ему вообще насрать на Чечню. Послушай, человек, который кричит там то за Хамас, то за Хизбаллу, ему насрать. Люди, которые, как смотри, люди чеченцы, которые, вот я подписанный, блин, я забываю вечно, как его зовут. Парень живет тоже где-то в Норвегии, по-моему. Вот он постоянно Вот человек. Ибрагим. Вот Ибрагим тоже, а там он как бы находится Один. в вашей партии, в вашей, скажи мне, чеченской, вот, ну, которая за границей, ну, правительство за границей, он входит в это правительство. Я у меня подписан на ТикТок, он заходит. Это люди, которые реально говорят о Чечне, да? И эти люди как раз таки поддерживают Израиль, потому что они понимают, да, что Чечня может стать на самом деле свободной, когда они станут как Израиль. Когда все объединятся, когда они будут вот эти вот в труселях бегать в этих кружевных, да, как Ронин, по Европе и кричать там за каких-то мусульман, которым насрать на их страну, которые наоборот еще помогали там, чтобы их уничтожали. Понимаешь? Вот тогда, вот может быть там что-то изменится. Я на самом деле поддерживаю, да, Чечню, но не вот этих вот, как Ронин, которые в труселях кружевных, а вот как, допустим, Ибрагим, вот, который с нами. Екатерина, знаешь, что произойдет? Я тебе объясню, что произойдет. Когда Россия упадет, Кавказ, уже видно, что Кавказ взорвется. Это бабки не ходи. Ну, это там пару лет и все. Просто пример будет для Кавказа, для других, да, что те страны, которые развиваются, которые идут к демократии, например, технологии, неважно, такие вещи, они идут вперед. А вот без ничего они должны на что-то жить. И, например, даже если с Израилем, да, будут какие-то договоры, это, скажем, Азербайджан, пример вам всем. Турция. Израиль помогал очень сильно Турции, пока, ну, не было вот это, да. Азербайджану тоже. То есть это только плюс, только плюс. Теперь оставьте даже Израиль. Если страна будет развиваться, строить, думать о будущем, мотивировать инженеров, да, кто будет учиться,
технологии. Ты знаешь, что в Израиле, лейтенант, 12 тысяч компаний, стартапы. Это больше, чем компания в Силиконовой долине в Америке. Половина этих технологий идут туда, покупают. Вчера, на той неделе, продали одну программу искусственного интеллекта за $2 миллиарда. Ребята, которых было 6 человек. Представляешь? 6 человек. То есть постоянно какие-то компании. Александр, тут просят поднять. Поэтому я говорю, что люди меняются. 21 век. 21 век. Я поднял Люди его. меняются, и технологии меняются. И те, которые страны будут развиваться, хотят развиваться, они к этому будут идти. Я вот очень коротко, ребята, опять, да? Да. Ну, не Рашка, не надо, оскорблять не можно. Да. Во-первых, Ронин почему? очень плохо знает Пидорашка, видимо, свою может? религию. Да помолчи, пожалуйста, да. Очень знает плохо свою религию. Почему? Потому что сам пророк Мухаммед сказал, что, и это есть в хадисах, в сахих хадисах. Кто не знает, сахих хадис это железно-бетонный хадис, значит, переданный, соответственно, от пророка, и которые 100%... Ты нам про Рашку расскажи, алло. Ну подожди ты, нам да, про я Рашку договорю. расскажи. Так вот, Как у вас так вот, успехи, пророк алло? говорил, Да подожди, блядь, ну свинособака, ну ты скажи, как там про Рашка-то? да, Что там? смотри, сын говна, да, я быстро отвечу, а потом я тебе про Рашку расскажу. Если ты, конечно, не выкинешь, если ты не трусливая собака. Да. Нет, Так ну вот, давай, значит, говори уже. Да, ну я сейчас Про отвечу, а Рашку-то. потом про Рашку. Нет, ты про Рашку расскажи, мы дальше продолжим. Собака, я сюда не для этого зашел. Что ты себя Ты ведешь? для этого зашел, свинособака. Ну давай Ладно, уже. вы сказать не даете, тогда я вошлю нахуй, вы пидорасы и говно. Админ, Свинособака, давай. он как раз про Рашку и говорит, то есть это Что ты их хочешь козырь. услышать Рашку, адмирал? Зайди на Не, биржу. как раз таки вы не понимаете, что их козырь это вот этот международный исламский терроризм. Просто надо знать, да, вот их тема, они вот так вот этих Ронинах, они наштамповали, и вот так вот, как этих облапошенных там, я не знаю. Давайте не понятно. оскорблять. Ну, тут нет Леон, Ну, я хочу просто про Рашку констатирую услышать факт, я от конкретно патриотов с этой России. с личностью Ронина, как бы, я, на него не акцентирую. Вот все вот эти исламисты, да, они в целом, это продукт вот этой как раз Рашки. Да. Да. Их ты не услышишь ничего. Адмирал. Но чтобы Ну, Александр, не перебивай, Адмирал ну дай говорит. скажу, дай, пусть скажет Леон. Да. от них ты не услышишь ничего. Но чтобы понять положение. О, это мой мулат пришел. وبركاته والصلاة عليته винегрету Цезарю Завис Кабачкову и Крайтус Амма Бадус. Вы все кафиры, иншаллах, будете нам платить джизью. Иншаллах. Это мой мула, ребята. В облике. Да, Леон, я просто Исправно. не расслышал. Абу Тальки, сейчас, извините. Леон, что там про, я не понял, про кого вы имели в виду? Ты, если хочешь понять, трезво понять. Я уже, это халиф тут, да, меня в Гуран главного поставили, видишь? Самый Сам главный, эфир, самый да, главный. сам эфир меня Сам сразу Гуляй, на да. трон. На Все, трон. тише. Давайте секунду. Говорите. Я не знаю это. Да, Леон. Если ты Я хочешь ход понять. поставил. Это кефир, я ход, как ты его, на это, не, я ход нельзя. Если ты хочешь. Давайте не оскорблять. Ну, Если ты хочешь. Это мой друг, все нормально. Это наш. Ты, друг, Тамбовский, вон. Это из наших. Короче, если ты хочешь понять положение страны и вообще там рынок, только заходишь на биржу. Почему? Потому что те вкладчики, которые вкладывают в какую-то страну или развитие, да, они смотрят на эти биржи. То есть на экономику, внешний рынок и внутренний рынок. Секунду.
Да я понял, что про биржу и тому ты в подобное, что у садике них там работаешь. упадок и так. Да дело не в этом, просто если... Давид в садике работает. Это Леон, то есть. Абутальхи, ну дай скажу, я прошу тебя. Я просто хотел бы узнать, вот 37 человек, наверное, есть тут хоть какие-то патриоты России? Заходите, ребята, давайте тоже пообщаемся. Не вот это вот, Можно типа, было если бы- вы мне не даете сказать, я вас шлю нахуй, ну, это неинтересно. Патриотами России можно было бы поговорить о рязанском сахаре. Вот мне интересно, насколько они Да. патриоты. Смотри, теперь что происходит? Ты когда заходишь на внутренний рынок биржи, через центральную России, ты понимаешь, что у него все очень плачевно. Почему? Там инфляция на 29%, уже 30 даже было, а искусственно 22 или 24, что-то такое. То есть они гасят большие деньги на все это. Там они не потянут долго, им не осталось долго. Это не потому, что я говорю, это потому, что сама экономика об этом говорит. Советский Союз то же самое распался, так же. Им долго не осталось, ну там 2-3 года. Они, даже если сейчас, мало того, когда ты слышишь $100 бар, да, $120 бар, это по пизде ладошки, извини за мой французский. Почему? Потому что есть договоры, долгосрочные договоры. И на бирже ты видишь таким ромбиком. То есть, когда я с тобой заключил по $45, вот так она и будет в эти 2-3 года или 5 лет, сколько там это. И вот эта цена будет стоять. Если я приду новый игрок покупать нефть, тогда да. Но в основном у России покупают в основном 90% долгосрочный договор. То есть на это не влияет никак. Вот просто это в уши суд людям, особенно россиянам, чтобы их успокоить. А на самом деле, вот и заметьте, все падает, у них там инфляция огромная. Ну, инфляция, да. Насчет этого сами россияне об этом говорят. Тот же самый экономист там из... Да. Ну, вот этого фонда Навального, который предвещает тому, что у них там будет инфляция и продолжительная инфляция. Вот. Я говорил о том, что просто почему они сами себе закрывают, например... Ну, я не говорю про экономику, но про вот эти социальные сети, зачем они закрывают сами себе. То есть, и что у них там произошло? Это забой скота, да? Я могу объяснить. Да, вот это Хуймини есть наш муджахид, который на концерте Кобзоне с райскими горами там отдыхает. Вот они поняли, что американская разведка передала данные израильским спецслужбам насчет вот этого передвижения. А это передвижение они передавали именно по онлайн-камерам, которые находятся на вот всех центральных улицах. И Василий Васильевич Хуйло, халиф всех православных мусульман, это понял, ему доложила Лубянка, что вот так-то Хуймени и грохнули. И Путин сейчас, когда вот будет ехать, например, по этой улице, там за час, за два, может и за день, и за два, может и за неделю, там не будет интернета. Где Путин, Василий Васильевич Хуйло будет ездить, за неделю. Передвигаться, там... да. Я серьезно, я вам серьезно говорю. Ну, это как Советский Союз, что все блокировали, все, а сейчас интернет все блокирует, что не взорвали. Вот если Америка бы хотела, чтобы вот Рашка села в лужу, колодец Буда, просто обновление Windows. Вот эта вся система, которая сейчас работает в России, она нам вот эти... Все, что сейчас в России работает, оно работает по американским программам, можно сказать. Которые евреи, этот грязный яхот создал, конечно. Это евреи везде судносуют. Эти евреи везде. Вот это Где то... мои деньги? Где они? Если в крайне нет Давайте воды, мы- значит выпили вы, да? Евреев нужно, короче, собрать. Евреи, у меня вопрос к вам. Чем вы так насолили Ронину? Кто там еще заходил? Как его?
Господи, Давай, они, давай. Ронину они они же, насадили. ну просто, они же дня не могут В прожить. жизни, Подожди. в жизни живого еврея не видел. И Ронин, и вот эти остальные. Чисто вот в голову им засрали это, да, извиняюсь, за откровенность. И все, Давай тебя- абсолютно. Давайте. От себя объясню. как-то Нет, просто- 90-е. Ладно бы, допустим, если бы я еще был евреем, да, ну они же меня тоже евреем приписали, что я там против Ирана. Чеченский горский еврей. Я тоже чечен. Вот этот Леон, уже их государство мне официально должно вручить еврейский паспорт. Потому что меня все обвиняют, что я чеченский горский еврей. Да. Значит, я казахский, да, еврей, я так понял. Послушай, смотри, все очень просто. Да, Лео, подожди, дай сказать слово, Лео, подожди, секундочку. Смотри, я тебе объясню, в 90-е, когда выезжали, просто вот такие, как Ронин, у них просто, говорят же, да, евреи вывезли мозги, слышал, да, вот такой, такие поговорки. Вот у Ронина это один из тех, у которых забрали мозг, понимаешь? Совок в голове сидит. Или ислам. Он до совка как бы не дорос, да, просто именно религиозная тема, вот она у него там сидит. И вот он Давайте просто... Лубянка просто- сидит. Его нету тут, давайте не оскорблять. Не Ну, он, окей, не он, вообще любой вот Ибрагим. этот исламист, да, он говорит именно нарративами и все. То есть вот то, что там приписано у него, как ему это зачитали, вот так он и цитирует, и все. Просто я не сторонник, вот я не знаю, я, допустим, за Израилем или вот те, кто поддерживает, допустим, Израиль, да, или там Америку. там, Тот, кто поддерживает Израиль. Да будет он Сейчас, проклят. секунду, ну дайте я объясню, ребята. Я вот не сторонник верить людям, кто вкидывает, допустим, вот эти вот яишки, блядь. Ну, в трейте просто один за другим они вот эти яишками закидывают, как Иран побеждает, как иранские там ракеты, блядь, запускаются и там бомбят Израиль. Ну, я не верю ложь. таким людям. Типа Это... пропаганда российская, да? Типа, Ну, типа, просто дело в том, что вот этими яишками вы чего добиваетесь? Это типа... Смотри, запускать они запускают. Ну, некоторые там, были пару прилетов, были. Основное все сбивается, да? Обломки, много падают обломков. Они запускают, да, а на самом деле. Просто ущерба, то, что они рисуют, такого нет, понимаешь? Они рисуют, там, Тель-Авива уже нету, там, какой-то порт в Бершеве, там они... Чтобы вы Тебе не поняли, кажется, подожди, тебе не кажется похоже на путинскую систему? Путин тоже губами все берет, губами взял за 3 дня Киев, губами... Та сама пропаганда. Да, губами Россия брала за 2 часа Грозный, мы все это помним. Да. Ну, блогеры их рассказывали, вот эти пропагандисты рассказывали. Сейчас, ребят, сейчас неделю сейчас пройдет, вот в начале войны. Сейчас неделя, ребята, и все. И мы там сейчас будем устроим там парад и тому Опять подобное. хряпнем, да. Опять хряпнем. Адмирал, смотри, я тебе отвечу, Прямо я тебе отвечу. российские военные как раз таки ехали с парадными формами, чтобы на Крещатике провести парад. Мы все это Да. помним. Смотри, адмирал, я тебе расскажу, где мы им насрали. И вот сидит мой мула внизу, хамдулля, он тебе не даст соврать. На 16... Я тоже Да, тут. хамдулля, да. Мухомора, святой Аиши. Смотри. Говорите. На 16 миллионов, заметь, всегда все говорят про евреев. Постоянно 16 миллионов. 16 миллиардов, вы скрываете цифры. Нас постоянно говорят о нас. И этим же, когда спрашивают, вы избранные, я говорю, смотри, как только вы забудете про нас, мы перестанем быть избранные. Потому что весь мир постоянно говорит о нас. Постоянно.
Так я говорю, вот забудьте просто нас, да, вот нас 16 миллионов. Нравится, когда о вас говорят, я уже понял. Не, вообще не нравится. Забудьте просто по нас. Вы понимаете, вы до чего довели вот этих вот, кто евреев там боготворит, да, что-то постоянно избранные говорит. Вы понимаете то, что они хотят выкопать Гитлера? Опять в Инстаграме уже выкапывают его. Ты послушай, евреи могут даже Коран изменить. Они могут, Аллах говорит, что его слово никто не может изменить. Но когда я им читаю аяты из Корана, мне говорят, это еврей написал. Представляешь? И у евреев сила больше, чем у Аллаха. Нас раскрыли? Бля. Короче, все понятно. Сущностью. Все, Вы своей подождите сущностью секунду. оскорбляете да. чувства Да. верующих, понимаешь? Вот в чем проблема. Мусульман, честно. Мгм. Давайте не Да. оскорблять. Так, ладно, все, не Мирам, оскорбляй. Ладно, ребят, все, ребят, я отойду сейчас ненадолго. Если что, может, Мирам, отойду. включайте микрофон, можете, не заняты. Абрагим, говорите. Исламистов я хочу аккуратно еще разъяснить, да? Секунду. Абрагим. Секунду. Мирам, скажите. Не-не-не, вы говорите, я смотрю сейчас матч Украина-Швеция, сейчас у меня зависло. Все, выключаем. Окей, поясняю, да? Вот, например, замочил Израиль, там, Иран, да? Абсолютно вот эти вот деятели, да, для них шииты это абсолютные враги. Вон мне Абу Тальха не даст соврать, мы вот на этих каналах. Шииты называют нашу мать правоверной проституткой. Свободно, подожди. Я вообще имею в виду, как бы они ни называли, вот эти деятели, они их не считают. То есть шииты, мусульмане, у них однозначно нет. И это их как бы идеологические, там, религиозные враги. Но евреи чуть больше враги для них. И вот это сейчас тема, которая там ирано-израильский вот этот конфликт, они вообще плевали на детей там, иранских, где-то в школе там кто-то погиб, вот эта тема была. Да они вообще плевали, вон там 50 тысяч сами загасили, да, вот этот их режим исламистский. Им, наоборот, еще столько же там, чтобы загасили, вот им еще больше будет нравиться. То есть у этих людей в голове вообще там ничего нечеловечного, и с ними вот так дискутировать на какую-то тему, это вообще, с ними сразу надо переходить на тему там шариатов, вот такое, да, ты поддерживаешь шариат, ты за исламское государство, как тебе вот в исламском государстве руки, ноги, там, это сам голову отрубать. Ты у кафиров в стране живешь, по какому аяту, по какой суре, вот их тема. То есть серьезная тема, да, для них, на которой они сгорают полностью. А вот так о серьезном, о каких-то там, я не знаю, морали, о каком-то происходящем конфликте в мире говорить, они вообще плевали на это. И когда вот тут как получается, вот они идут, гадят во всем интернете на какие-то конфликты, да, на чье-то горе, на чью-то трагедию, там, как бы над этим, скажем так, ухмыляются. И получается так, что потом в ответ люди, которым они начинают троллить, когда их начинают в ответ гасить, они сразу прячутся за чеченскостью. И вот это ответный огонь, он попадает на чеченское, с чем они вообще, на которые они плевали. То есть самая первая цель вот этих исламистов – это как раз-таки чеченцы. Я имею в виду не этническое происхождение, а вот именно чеченская культура, чеченский язык, чеченская история, чеченский самобыт. Самая первая цель – вот она. То есть самое, то, с чем они борются, вот как раз это чеченское и есть. За которое они технично... Он не может же сказать, что он исламист, там, что он ахлю сунна валь джамаа, что он мусульманин, короче. То есть эти темы сейчас опасные для них. Потому что после падения ИГИЛ и после того, как мир увидел, что такое ИГИЛ, они заползли под корягу, да?
и начали прятаться за чеченским, там, чеченское государство, там, Чеченская республика, Ичкерия. Вы просто не знаете, что эти люди, то есть вот эта идеология, это самый первый враг Чеченской республики Ичкерия, да, нашего флага, нашего герба, волк для них запрещен, это там как бы образ, да, который запрещает в исламе. Ну да, таут, то есть то, что выходит. Абрагим, на секунду. Полайкайте прямой эфир. Кто смотрит там внизу, пишите, только не матюкайтесь, просто пишите. И полайкайте, самое главное полайкать. Им разрешили... Сейчас пацаны нечетные розы пришли, сейчас подожди. Им сейчас разрешили их вот эти вот балаболы, да, которые ими управляют, они разрешили вытащить снова флаг Ичкерии там, да. Они просто вот тупо, я знаю, здесь вот в государстве, где я проживаю, в Австрии, когда какая-то демонстрация, какое-то мероприятие, то есть мы, например, делаем... Дякую, не надо. Мы, например, делаем мероприятие по случаю там какой-то нашей знаменательной даты или трагической, и пытаемся наш гимн поиграть, ну, включить, да, чтобы он проиграл, там, приглашаем гостей. Эти люди выбегают из помещения, где играет наш гимн, то есть для них это харам, да, там, слушать музыку туда-сюда. А вот сейчас я смотрю, эти же люди буквально вот там месяц, пару месяцев назад тут в Австрии стоят возле украинцев, и когда играет украинский гимн, они не убегают и продолжают там стоять. То есть вот это лицемерие их, да, которое там level 100 зашкаливает, да, там через края переливается. Для нас это до того вот, тех, кто в теме, да, вот Абу Тальха не даст соврать. Насколько вон возле Закаева там ошивается один мулла, как его там, Алимпаша зовут. Он устроил разборки, я свидетель, да, там, когда на гитаре попытались играть там какую-то эту самую патриотическую музыку, там харам, гитару играть, чуть не подрался он, короче, из-за этого. Потом стоит среди кафиров, ну, в кавычках, да, образно говоря, пригласили там с Украины, со всех там других стран каких-то людей, включили гимн, поставил на сердце кулак, короче, и перед всеми стоит вот в такой позе, да, типа якобы он там патриот, и слушает гимн, в который играет струнный инструмент, из-за которого он чуть не подрался. То есть... Дяк не надо. Настолько вот это лицемерие, да, вот это, оно... И потом они ходят, и когда гадят вот так вот с евреями, да, я не знаю, там, с шиитами, с кем угодно, устраивают конфликтные какие-то ситуации, и получается так, что они какая-то чеченская сторона, то есть люди, которые совсем чеченским борются, вот, я не знаю, до того это неприятно, да, вот это сучья их, короче, все-таки высказал, я извиняюсь, да, их вот эта натура. Дякую, Абрагим. Да, человек пришел. Говорите, что там стучите. Витаю, кто-то новый зритель. Я тебе посуны пророка нечетные розы принял. Если тебе дают розы, бери. А когда вы думаете, как вы думаете, когда будет переломный вот этот переход? Как вы думаете? Ибрагим. Переломный переход надо делать, Леон. Вот если его... Вот сейчас уже что-то появилось у нас, да? Ну, если его не делать, то его не будет, потому что с другой стороны, там, вот сейчас видел, русский друг зашел и рассказывал Ронину, ну, как бы давал ему, скажем так, установку, да, вот так вот эти русские друзья везде лазят, то есть там огромное государство, которое постоянно как бы и с этим на энтузиазме бороться, да, мы на стороне правды, да, тебе не надо врать, просто по-честному высказывать позицию. Вот в этом огромное преимущество, но все равно как бы силы неравны. Я ему скажу, это, Леон, когда вы, яхуды, нам поможете, тогда все и начнется. У вас есть связи везде, у вас даже в Украине свой президент сидит, да,
тоже Яхуд, вот этот Зеленский, да. Я же виноват опять же. Да, Ну, везде Ягуды лазит. тут не помощники, пока мы как бы в своем обществе, у нас не будут люди, Нет. которые будут нуждаться в помощи какой-то, ну и сами проявлять инициативу. Вот это вот самое важное. В том смысле, я хотел сказать, что первый треск, как в «Титанике», пойдет в Кремле, меняется власть, будет меняться власть быстрее, тогда кто-то записывал. Когда будет Вы наивно думаете, что не, там систему нужно поменять. Там поменять Путина на обезьяну, на свинку, это бесполезно. Я согласен. У обезьяны нужно отобрать Подождите. гранату. Секунду. Что-то мне... Это у вас? Говорите, другой человек что-то эхо давало. Это Мирам, этот адмирал, включаю глотание знания. Все, кто хочет говорить, типа... Как вы думаете, вот посмотри, вот сейчас Россия упала, Чечня становится время. свободна. Как ее дальнейший ход будет? Какой у нее будет? Какие реформы будут? Или если не будут вообще реформы? Ну, вот это надо как бы подготовку провести для этого, да. Все равно вот это подготовить общество. Просто вот самая важная задача и цель – это спустить людей с вот этого дебилизма. То есть просто спустившись с вот этих идеологий, да, как бы перешагнув через это, все там как бы дальше работы уже почти, ну, остается почти ничего. Потому что чеченцы просто возвращаются к своему, вот как у евреев, да, там, свое национальное, вот как у украинцев сегодня. То есть к своему национальному возвращаются. Любить свою родину, как по-российски. Ну да, Родину. там вот как бы, ну, скажем так, система, вот когда ты делаешь сброс по умолчанию, все, она как бы уже заряжена на то, чтобы направляться, как бы, ну, двигаться в правильном направлении. И вот это вот то, что сейчас подкинули нам, да, идеологическое, она не позволяет. Вот это главный барьер к тому, чтобы сделать вот этот сброс настроек такой. Вот что я хотел сказать, что... Секунду. Что не было мусульман, все враги. Вот это, что христиане враги, евреи враги. Что первый враг сейчас в России, чеченцев и украинцев, это Россия. А потом дружить с всеми. Ну, не было, что там евреи плохие, украинцы плохие. Россия враг, естественно, да, но если не говорить, какой инструмент этот враг применяет, то тогда, получается, общество, оно не осведомлено, то есть оно не понимает, с какой стороны их как бы над ними манипулируют или их как бы... Делают. Да, используют, там, разлагают их, да, там, разобщают. То есть вот этот инструмент, на этот инструмент доселе никто не показывал. Потому что религиозная тема, ну это все-таки святое, это как бы такое сложное, такое, я не знаю, барьер, через который не может человек... Сложно это переступить, потому что там чувства, там, тем более, когда тебе там вкладывали это, да, там, что духовное, это там, ценности, там, 5-10, и получилось так, что вообще в целом вот, чеченцы почему стали жертвой этого? Просто вот то, что мы раньше, да, то, что нам там, у нас учили, там, наши предки, наши там, это вообще абсолютно не то, что вот в этой Ахлю Сунне, да, в Коране и Сунне, то, что вот то, с чем мы сегодня столкнулись, это абсолютная противоположность. Это полная... Да, Ибрагим, я тебе скажу, вибачте, що перебиваю, що вера – это одно, а та, що там
что как у нас должно быть любить всех национальностей. Ну что не было евреев, там говорит, на мусульман, а мусульмане на евреев, что вот такая-то не было оскорбление, что не... То, что там кто-то написал. Сказали, что в исламе уже запрещено рабство. Это в чеченском исламе. Ибрагим, Вот вибачте. так. Давайте с Израиля, давайте включайте, то Да. получится. Что... С Израиля включайте микрофон, чтобы было по-человечески. Что не так один человек говорит. Говорите, с Израиля, с Казахстана, адмирал, говори. Кто хочет? Адмирал. Да. Говори, что Я знаю насчет того, что там неверующих и тому подобное, их нужно принижать и тому подобное, либо, пока они не будут верить в то, что ты веришь, допустим, там, в ислам, вот, Не в то, что ты веришь, а последний день в Аллаха и ее религию. Не то, что ты веришь, что там прямо пишется. Это и говорит, то есть они должны перейти в твою религию. Ну да, я просто не говорю конкретно, просто дело в том, что это самое, вот сейчас сколько здесь людей, ребят, ну вот кто, допустим, там верующий, ну зайдите, да, опровергните его слова, если это... Тому миру, который вы там рассказываете. У меня совсем другая философия, совсем другое мировоззрение. Для меня это аморально. Почему? Если это одна из форм поведения всего живого. Так же, как и вода, вот это одна из форм поведения, это, то есть, как бы, добыть себе пищу. Маша, давай. Аргумент Юбара, но это До Мухаммеда. Араб. Да, там все почти полностью вот это украдено и у евреев, христианства, иудаизма, все. Даже вот это намасте, вот этот украдено зороастризма. Вот этот рыба нун украдена у персов. У него божество было 2000 лет до Мухаммеда, который держал землю на руках, и он по пояс или по колено стоял в воде. У него божество, вот этот идол был, нун. Все украдено. С путинизмом. Короче, из 42 что-то нету этих россиян почему-то. Что случилось, я не пойму. Дякую за Россияне затаили дыхание. Леон, у меня вопрос. Я думал, они зайдут и начнут тоже влезть в Вот разговор, кто-то как они просится сейчас вот, карту поменять. Там кто-то просится
Да, Ибраим. Не, ну так вон же зашел, мой никнейм. Давайте. Кто-то новенький, говорите. Иран, это Приветствую. наш друг. Да, меня знают Виталий, уже привет. в связи с- Все. Никнейм тоже наш знакомый. Ветеран, это наш соратник. Я россиянин, но скажу слава Украине. Победу желаю Украине, украинскому народу. Хорошо. Свобода, независимость Героям слава. чеченскому народу. В первую Отлично. войну, когда шла война, видел украинских ребят на наших позициях были. Они сказали, их 30 человек, но на нашей позиции 3 парня молодых пришло. Они где-то 4-5 километров от нас занимали позиции. Вот помню, это в марте, по-моему, месяце. Вот помню, 30 ребят они сказали на соседних позициях. Вот в 95-м году это было. Я хотел кое-что Где-то в сказать. феврале-марте месяце где-то, помню, это было. Секунду. Я сам хотел в Украину попасть, но я не смог. В Стамбуле обратился к генконсульству Украины, 2 раза ходил туда. Не получилось. Потом приехал, доехал до Медыки, хотел попасть, там не смог. Там ребята, чеченцы, к ним обращался, доехал, думал, ну, сказали, там они все, там мою информацию дали, но не смог. И так старался, и Легион Свободы России старался попасть. Не знали, или за возраста моего, или не знаю, или недоверие, что... Да, и ради специально этого из России я уехал, чтобы туда попасть. Что-то не получилось у меня. Ветеран у нас, если что, участник, короче, обеих вот этих войн, да, наших. И такой, скажем, противник вот этого радикализма, который у нас был, распространялся, да. И, ну, Да, я сам и в Джамаате был с Хатабом. Первую войну несколько месяцев был, вторую тоже несколько месяцев. По этим разногласиям первую войну мне пришлось из-за этого разногласия уйти, вторую тоже я был. Ну, там как-то воевать надо было, и финансирования ничего не было. По неволе все равно приходилось как-то. Тяжело было. Думаю, вот то, что я дома не смог сделать, смогу в Украине, потому что оружие там все есть. А у нас ничего не было. Все покупали сами. Вот так было тяжело. Но думаю, хоть долг свой выполню. Только через Украина победит, и мы тоже сможем. Правда, у нас внутренних врагов уже много. Что Кадыровы, что в Турции сидят всякие эти. Тоже проблема. Желаю победы украинскому народу. И от вас тоже хотим, чтобы вы помогли. Вот такое. Даже если я смогу, я сейчас согласен туда приехать. Хоть в возрасте, но вклад я смогу. Что могу, то сделаю я. Самое главное, что вы поважаете, самое это помощь, это больше. Это больше. Человек, когда больше говорит про Украину, это больше информации, это взрослые люди, и передают информацию лучше будет. А то... Да, адмирал. Здесь сейчас что-то все равно матч Слава проигрывает. Сейчас проигрываем. Спасибо, Ибраим. Кто выигрывает миром? Подождите. Швеция выигрывает. Сейчас же, да, и что-то вроде преимущество есть территориально украинцев, но никак не могут пробить шведов, никак. А те кто, молодежка? Нет, ты что, основная сборная, там Ребров, главный тренер. И меня еще Василий спрашивает, ты за кого болеть будешь? Типа за Швецию или за Украину? Пиздец, блядь. Ну да. Просто... давай. Да, я просто думал, понимаете, ну вот ветеран из России, но он поддерживает Украину. А я хотелось бы поговорить, ну, с Падалью, которая все еще поддерживает Россию в ТикТоке, да, которые заходят. Я когда эфир открываю, они просто набеги устраивают, понимаете? Я-то в шутку сказал, что я россиянин. Я российский паспорт здесь порвал свой. Я не россиянин. Да, просто... да я понял, я понял, но я говорю про самих вот этих оккупантов, понимаете? Они нас считают русофобами и тому подобное, ребята. Но дело в том, что если мы осуждаем войну, то они сразу начинают ныть. Ой, тут в Казахстане
Россию обижают. Ребята, чё казахи такие плохие стали, неудобные стали, а? Вот, к нам забегать начинают и говорить, это самое, казахи, вы чё такие недружелюбные? Вы чё не стелитесь под нас? Типа, вы же чурки, вы же должны стелиться под нас. Вы же Да? люди второго сорта. Как это так? Почему вы не рабы наши? Да. Угу. Почему вдруг вы решили разговаривать на казахском языке? Русского мира нету мозгов, и они ляпают, что попало. Знаешь, что самое главное у русских? Они не могут понять, почему казахи за Украину. Это их очень бесит. Очень бесит, особенно у тех, кто живут в Казахстане, русские. Они не понимают, почему вот эти чурки, мамбеты, колбиты, почему они против нас пошли. Вот это их... И поэтому сейчас, вот в Казахстане, как они говорят, если казах за Украину, это значит русофобия. То есть, представляете, да? Связь. Казах, который против войны, это русофоб. Все. Да. Им без разницы. То, что мы против войны, против того, что вот это самое, жили же с 91-го года, что вы тогда, претензии не кидали и сразу не оккупировали, а? Раз уж вы распались, какого черта? Вот. Чечню херачили, то есть у них лицемерие на лицемерии. Двойные стандарты именно к тому, что, Чечне, например, хотели независимость, что вы не отъебались от них? Дякую. Почему? Они бы сами свои проблемы решали. Не вы же, блядь. Потом вы не хотите их видеть по России, раз уж вы их оккупировали. Это как просто захватить территорию, а их жильцов, мы не хотим видеть. Зачем они нам? А у них в мозге записано, что все русские это великая страна, а все плохие и рабы. Вы идиоты, русские просто идиоты. Все нации разные по культуре, по истории, по это. Они не понимают. Они как в Советском Союзе написали, что все крепостные, все 14 стран, они подчиняются России и русскому миру, блин. И Вы вот долбоебы. Просто долбоебы русские. Хотела тебе сказать, у них лозунги, где русские, там Россия. Россия вперед. Представьте, где русские, там Россия. Представьте, захватили где-то место, это уже Россия. И дальше идет лозунг «Россия для русских». Получается, где-то захватили, она становится Россией, и эта территория должна быть русской. Россия для русских. Русские вперед. Да. Можем повторить. На Берлин, эти же лозунги-то же мы видели, на Берлин. Они хотят на Берлин обратно повторить. Русский мир. Война в Украине как начиналась? Что типа русские же ущемляют. Кто там ущемляет? Там миллионы русских, кто ущемляет? Не только, ребята, вот эти мрази, которые лозунги кричали, они же не только там какие-то, Украина, да, там, они же все города начинают затрагивать. Все города всех стран, там, Украины, Стамбул, что там еще? Рига. Мне нечего даже ответить. Даже у России нет границ. Это о чем говорит? Что она может где угодно. Сейчас скоро, если Украина получил, Прибалтику полезли. У России нет границ. Это что такое лозунг? Где русские, там Россия. Россия для русских. У них... Представьте, вот эти лозунги, фашистские лозунги же. В русских это должно... Пропаганда. Да, говорите. Вы говорите. Гость, Дело в том, что я могу объяснить данную ситуацию. Вы понимаете, русские, кто был разумный, они все их прошли через чистку в Советском Союзе. Их всех раскулачили там, подвергли репрессиям, в эмиграцию они бежали. Поднимайся, на гармошке азан надо спеть. Сейчас поменяю. Под рукой инструмент. Ибрагим, Меня нормально слышно или лаги?
Сейчас, секундочку. Леон, в другой раз тогда поговорим. Я просто так на религиозную тему хотел Если поинтересоваться. нет места, я могу освободить, если не хватает, я могу... Не-не-не, я освободил. Не, я Освободил. могу выйти, потому что вот почаще будете общаться, я-то реже буду, поэтому. Если что, я Ибраим? потом войду. Дякую. Я просто в иудаизме вот ритуальная часть. В чем она заключается? Что значит ритуальная часть? Ну, как намаз, вот что-то такое, да, там те какие-то вот эти обряды, ритуалы, которые, телодвижения, скажем так, да? Тфилим, есть у нас тфилим такой. Тфилим одевают. 3 раза молишься, утром одеваешь тфилим. Утром, ну до обеда, скажем так. Ну, это Ну, обязанность или как бы Ну, я не делаю, не, это, по настроению? ну, это не, верующий обязан, ну, как бы верующий. Это очищает тебя, скажем так, тфилим, это не, там целая система. Но у нас нет такого обязанного, ты их делаешь, ты... Ну, Вот сегодня есть такие, что делают, есть такие, что не делают. слушал, да, там общались мы, и вообще, например, в исламе в основном Верующие обязаны делать. все как бы крутится вокруг ритуалов, понимаешь? Не идет какая-то моральная сторона, нравственная, это как бы второстепенно, вот все как бы зыждется на вот этом, на ритуальном, на обрядном. Там какие-то молитвы, там, я не знаю, борода. Смотри, Тору, изучают Тору. Вот, в синагоге ходят и изучают именно Тору. Не просто молятся, а читают книгу. Ну, есть верующие сильно, а есть не сильно верующие. Что, как сказать, все обряды... Просто вот ритуальная составляющая, вот я думаю, по-моему, в иудаизме тоже как бы в основном... Иудаизм это не религия, я уже объяснял, это область... Я тоже примерно... Это область завет, такой завет предков, да? Я объясняю сейчас. Иудаизм это не религия, это область еврейского народа. У тебя есть 613 заповедей, ты следишь. Есть такие люди, которые не евреи, там, скажем, не могут соблюдать 613 заповедей, есть закон иной, все. Не убей, не укради, не прибей, там. Все как бы эти вещи, все. Религии придумали люди, саму религию. Это понятие люди придумали, да? Вот пан Чечель хочет про Эпштейна поговорить. Включайте. Поэтому интересно. Нету миссионерства, поэтому мы не занимаемся миссионерством. Поэтому мы никому ничего не ходим, доказываем, не убеждаем. Я это тоже понял, как бы, потому что чисто такое национальное это дело. То есть в основном оно как посыл, скажем так, от предков, ну, подкрепленный божественным вот этим вот делом. Другой вопрос хочу задать. Вот, допустим, завтра вот все, Россия распалась, Чечня стала независимой. Как вы видите ее дальнейшие ее ходы? Мы видим это цивилизованным государством. То есть мы это вот те, кто именно наши соратники, да, там, которые осознают, как работает мир. Но как оно будет, это вот нужно к этому стремиться. И как мы видим, это сложновато. Потому что вот эти угрозы, террор, вы просто так изнутри не знаете, как это все происходит, да, там. Вот сейчас даже, когда мы эту тему начали, да, там, вот антитеррор и остальные все, прям вот официально они зашевелились там,
вот этой оккупационной системе официальный канал вот этот в Чеченской Республике установленный. То есть подключили там всех из него, посадили в ТикТоках, призывают вот этих вот исламистов нас как бы здесь гасить на месте в европейских странах. Ибрагим, добрый вечер. Добрый Сама вечер, система ведущий. готова, а сама... Подождите секунду. Готово? Я пригласил... Извините. Говорите. Добрый вечер. У меня вопрос. Тут сейчас прозвучало, что иудаизм не считается религией и верой. Это вы откуда это я взяли? сказал. Это я сказал. А с чего ты это взял? Не, это не Ибрагим. Это не Ибрагим сказал. Это а я Леон. говорю. Леон, я говорю. Еврей. Как так? Как это так? Ну поясни ко мне поподробнее. Я тебе объясняю. Объясняю очень четко и подробно. Иудаизм это образ... Иудаизм это не религия и не вера. Ты с ними согласен? Ну, не совсем. Я, по-моему, не говорил. А, не совсем. Ну вот Нет, ты не послушай, что он за чушь несет. Подожди, тихо. Давай. Ты не перекручивай. Не ругаться. Давай. Смотри, давай начнем так. Религию Иисус, ислам создали люди. Иудаизм, если ты уже хочешь полностью, да, иудаизм, это не религия, это образ еврейского народа. Можешь подойти и спросить у любого рава, он тебе это скажет. То есть 613 заповедей нам дали соблюдать их. Ты даже не знаешь, о чем ты говоришь. Окей? Теперь мы не все соблюдаем, как бы евреи не могут полностью соблюдать это все дело, но они соблюдают. Такой, как ты... Подожди, вопрос был в том, считается ли иудаизм верой и религией? Я согласен, что да. Ты опять это перекручиваешь вера, и есть Ты говоришь вера, есть нет. вера. Не, подожди. Конечно. Не. Стоп, стоять, говорят. Подожди, есть вера, я но тебе есть еще раз религия. говорю, конечно, есть различия. Подожди, не перебивай меня. Это и религия, и вера. А ты со мной не согласен. Подожди, стоп. А какая разница? Где различие веры и религии? А ну-ка, объясни мне. Откуда у тебя информация, что это не вера и не религия? Нет, ты начала объясни мне разницу вера и религия. Я тебе сейчас ничего не буду объяснять, тем более тебе, если ты так видишь, считаешь. Откуда у тебя информация такая? Я не говорю, откуда что у тебя информация? Подождите секунду. Вы откуда пришли? Подождите секунду. Я хочу с этим человеком. Вы из Израиля? Расскажите. Вот этот, что я только что пригласил. Я здесь. Я вас пригласил. Да а вы откуда вы? Неважно, откуда я, неважно. Это не Ну, важно. просто Это роль не Израиль. играет. Это просто не важно, спросил. не важно. С Австралии. Я не с за это Австралии. национальность, а просто спросить от Израиля. Все. Я за это. Я говорю, с Австралии я. Я тебе объясняю, смотри, я тебе объясняю точно, смотри, вот, слышь меня, что я тебе говорю. Иудаизм Секунду, это не религия. выключи Мы на знаем, микрофон, что мы единобожники. шумит вас. Секунду, дайте я уже объясняю. Он и так Говорите, перекручивает с мозгами, у него так Нет, все просто. плохо. Он и так все перекручивает. Нет, давайте не оскорблять, Что не было. Иудаизм это не религия, это образ еврейского народа. Мы знаем, что мы единобожники, да, Творец один, окей? Как бы ты ни крутил, ни перекрутил его. Теперь, это образ еврейского народа. Религии, все остальное уже придумали. Понимаешь? Вера, У меня вопрос был, есть вера. считается ли Вера и иудаизм религия, религией это две и разные верой? вещи. Ты говоришь нет, я говорю Вера да. и религия, это, не, я такое не говорю. Вот я же тебе говорю, у тебя... Давайте Сколько все плохо. Ты заканчиваем в синагогу про религию. ходишь? Парень, ты в синагогу У ходишь? тебя вера и религия это совсем две вещи. Я тебе Конечно, объясняю. две разные вещи. Да, я тебе еще раз говорю, Объясни я с тобой мне. согласен. Но ты сказал, что это не религия и не вера, иудаизм не относится Нет, ни я к сказал, вере, это ни не к религия. религии. Я сказал, что это не религия. Да. Не Давайте не религия. ругаться. Я говорю, что это религия. А я говорю, что это религия. Не ругаться. Давайте, Я не веру тут. Религия. Я просто... Ты объяснишь, что такое религия? Включайте микрофон. Где этот Ибраим? Ибраим, ты ваххабит? Ты ваххабит?
тебе спрашивают, какая религия. Да, ты. Я 72% мусульманин. Мусульманин, это ясно, что ты мусульманин. Но ты ваххабит? Нет. Не оскорбляйте, ну что. Нет, нет, все нормально, Александр. Понятно, понятно. А где ты проживаешь, ваххабит? Подожди, что такое нагло? Подожди, что ты так нагло залетаешь? Подожди, Ибраим, секундочку, Сабр, дальше. Не, общаться с вами не о чем. Да, ладно, давайте. Доброго вам вечера. Леон, Бог вам судья. Да, один момент. Этот скромный. Я проживаю в Австрии, в Вене. И самой высокой колокольни Вены, я извиняюсь перед участниками, испражнялся на вашего Путина со всей его гобней, со всеми его киллерами, которых по Европе запускают. Ты знаешь его, Ибраим? Я уже погуглил. Я не знаю. Да обычный гобнюк. Теперь смотри, панк, я на тебя остался, смотри. Если ты сравниваешь этого, кого ты там хотел, про Эйнштейна с этим, своим Мухаммадом, а Ибраим, оказывается, я не знал, то мне тебе очень жалко, понимаешь? У вас так подгорело с этим Мухаммадом, что он педофил с девочкой, что вы уже пытаетесь Эйнштейна к нему притянуть. Ты понимаешь, что вы... Ну давайте не будем начинать тут. Вы сами себя позорите. Пан Черчилль эту тему начал, как раз хотелось бы, я там в других группах тоже спрашивал, вот этот, который сейчас заходил, там, мула в погонах, скромный там или кто-то, до него вот этот русский мула с русским флагом заходил. Они все из одного этого самого. Ну, мулят здесь по интернету. Вот как раз тема, 29. что Эпштейн сделал противоречащего шариату. Не, я объясню вам. Смотри, вышла эта информация, ты знаешь про Мухаммада с этой Аишей и все такое. Так теперь надо натянуть самого... Я говорю, я поэтому и спрашиваю, вот, что Эпштейн... Поэтому надо кого-то... Так надо же кого-то дать пример, чтобы... Вот есть еще один такой. Но они ошибаются. Там был пророк, якобы пророк. Хотя я спрашиваю, что такое пророк, и как они понимают, что это пророк, а как они поняли, что он пророк. Они базу не знают. Вот смотри, когда я спрашиваю у мусульман базовые вещи, то есть ступенька, первая ступенька, вторая, третья, четвертая, да, которые для нас, как бы, особенно для, ну, даже неверующих евреев, элементарные вопросы, они могут тебе ответить. То есть элементарные вопросы у мусульман, они сыпятся. Почему? Есть к этому тоже факт. Тот факт, который я выставил в видео, Абу Джафера схватил, ихнего главного этого муллы ТикТока, да, и он же показал, что ислам это по книге, это только по Корану, да, нахас. Ты понимаешь, что я говорю, нахас, да? Отменил сам ислам. Сам Коран отменяет всю религию. То есть религию, священное писание нельзя переписать, нельзя ее изменить, нельзя улучшить. Каждый верующий это понимает, верующий. То есть это священное писание. А нахас дозволен менять священное писание. То есть я вчера даже вытащил, когда Абу Джафер ролик, что они изменили, да, и что говорил Творец до этого. И вот там был шах и мат. Я даже сделал прикол, собрал вот эту всю информацию и скинул искусственному интеллекту. Знаешь, что мне искусственный интеллект сказал? 3 причем. Это ошибка, это написал человек. То есть они проанализировали, сами сказали, это написал человек. То есть когда тебе говорит, я все суры и аяты говорю, что Творец самогущий создал вселенную, да, создал все. И он не может ошибаться, да, он знает, что будет наперед. Его слово закон, нельзя оспорить его слово, это будет грех. И потом идет 2 сура, 106 аят, который мусульманы не понимают само значение, но когда верующий человек, христианин или еврей другой, слышит это на слух, он понимает, что там говорится, заменить и улучшить. Теперь, когда мы идем, что заменили и улучшили, заменили много вещей, несколько вещей. Это в Коране. Все, давайте не будем говорить про веру. Давайте про веру не будем говорить. Поэтому я тебе говорю, ты когда говоришь про кого-то, да, не ставь его в параллель своего Мухаммада.
Потому что когда я спрашиваю вас спрашиваю, как вы определяете пророка, у вас тоже нет этому объяснения. У вас нету, вы не понимаете, как определить пророка. Если что, пан Чечел — это Дон Ахча, который на гармошке азан пел. Все, блин, все. Бля, что ж ты раньше сказал? Что ж ты раньше мне не сказал? Включайте микрофон почти. Мы его никак перевоспитать не можем. Все равно из него вот это Мы воспитали, антиеврейский антисемитизм прет. Да, надо его подлечить. Мы его переспитали, кстати, Ибраим. Он уже стал поспокойнее, да. Он на гармошке играл азам. Он там все-таки, когда переборщит, да, с этим, с эликсиром, все-таки выплескивает иногда его. Он не раз договорился, мы заставили его сыграть на азам на гармошке. Пришла жена с сковородкой, как шарахнула его в прямом эфире. Мы всем сидели и волновались за него. Сразу шахаду произнес. Да. Она еще так: кто хозяин семьи? Он ты. Молодец. Я ему говорю, ты моргни глазом. Зато вас никто так не кормит. Ты чё, партизан, молчишь? Заговорил. А что ты там шепот? Что ты там шепотом-то говоришь, а? Боишься? Жинки боишься, а? Получит. Скажи мне, у кого 8 марта? У тебя или твоей жены, признайся, честно. У нас такого праздника нет. А ладно, ты там не рассказывай. Это у вас там. Я же теперь... Подожди, стой, тихо. Стоять. Я же тебя уже воспитание сделал. Уже культурный стал человеком. Куда тебя опять унесло? Пускай Нетаньяху с Путиным в колорадских ленточках попразднуют 8 марта. Понял? С каких это пор Путин и... Они вместе же там тусуются на площадях. Где это они вместе? Когда это было? Колорадская ленточка. Когда Ходили это там было? с дедами на палках. Вот они празднуют 8 марта. А в Украине... Мы брали В Украине 8 марта празднуют только совки, ну и там... Наверное, имеешь в виду то, что вот это 9 мая, там Вторая мировая, конечно, да, там это ну, как бы для евреев это Что, конечно. уничтожение вот этих нацистов. Там возможно. А это все, знаешь, это... тут Пан, сейчас... давайте объясню, пан, тихо, Тут подожди. в Украине такое уничтожение идет. Похлеще, чем нацисты. Понимаешь? Все, давайте Большинство населения Украины с цветами встречалось. В Украине похлеще, чем нацисты, нету. Да, в Украине сейчас убивают гражданских, то есть вот эти бомбежки, тактика террора применяется, это 100%. Но так, ты не сравнивай, все-таки... Два террориста вместе на Красной площади. Ты не сравнивай, когда людей там в печках жгли, да, вот с этим. Чуть-чуть там есть разница, как минимум. Вот два нациста-террориста, Нетаньяху и Путин в колорадских ленточках вместе. А когда ты подскажи, когда ты видел, он из больницы бежал, ребята, не надо на него обращать внимание, это 6-я палата. Сейчас жена придет опять по сковородке ему... Уже, по-моему, она подбирается. Да. Скажи мне, убогий, когда Биби был на площади, Красной площади, с этой лентой, тебя что, серьезно, сильно, скажи, на по сковородке ударил по башке? Да вы это перестаньте, это ерунда. Что, ничего себе, в прямом эфире, блин. У нас запись есть. Не отмажешься, все. А как она на тебя кричала? Расскажи лучше, чей. Ты кричал, что ты больше не будешь. Эпштейн, а ты больше не будешь. Чей проект? А ты больше не будешь. Что чей проект? Все-таки украинка, она боевая, поэтому в строй поставили. В строй. Эпштейн, чей проект? Расскажите. Ибраим, а вы верующий, Ибраим? Я просто не знал. Я думал, вы не верующий. Я верующий.
Я так думал, что все, я понял. Ну, тогда я- Не, если Уже- мы по теме педофилии говорим, то я по хадису вот этому, коренными зубами, вот такие дела, откуда они пришли, туда отправляю полностью. Это, Такие это, плавающие проценты. Я понял. это Ронин неверующий. Ну, Ронин, как тот чеченец, да? Приходила Ронин. Обычная жертва вот этого, ваххабист. Хотя там не исключено, что он умышленный провокатор, надо еще его поковырять. А есть еще один всё, вопрос есть. Хотел от Да, себя да. добавить. То за Палестину, не знаю. Я хотел сказать от себя, я не верю того, кому арабы, кто сказал арабам, что арабы высшая раса, что остальные народы низшие. В числе их и мы, чеченцы, что их язык самый такой святой, и он будет в раю, что мы должны забыть свои традиции и обычаи, поклоняться 5 раз в день в их сторону. Вот в ихнего Бога я не верю. Вот это нам говорили арабы. Я верю в Бога, а Бог не различает. Для него все, я считаю, одинаково. Вот я верю в этого Бога. Хотите прикол? Я вам расскажу, я могу показать, почему 5 раз молятся мусульмане. Хотя в Коране это не написано. Зороастризм хочешь показать? Не, почему вообще мусульмане молятся 5 раз? В Коране это не написано это. Потому что в зороастризме 5 раз молились. Нет. Давайте не про веру. Все, я заканчиваю. Не про веру. Блин. Адмирал. Александра затакфирят, Леон. Давай в другом чате. Хочу еще раз пожелать победы Израилю, Украине. Нам просто в лице Израиля и Украины создают врагов, хотя никогда чеченский народ с евреями не воевал, потому что даже территории, там несколько тысяч квадратных километров. Никогда чеченцы с украинцами не воевали. Вот нам через Россию, через религию навязывают, что врагами это ислам. Религия, ислам навязывает нам. Зачем нам это нужно? Мы никогда с ним не воевали. Никогда с украинцами не воевали. Кто это нам навязывает? Россия и религия ислам. Религия ислам, которая говорит, что мы должны свой язык забыть. Традиции, обычаи 5 раз в день должны поклоняться. Ну как можно их прислушиваться? Как можно прислушиваться России, которая веками уничтожала наш народ? Да. Желаю победы Израилю и Украине. Дякую. Спасибо. У нас украинцев, чеченцев, грузин всегда был русский мир, империи, всегда унижали. Ну, больше не украинцев, что вывозили в Сибирь, туда вывозили, это было минимум 400 лет унижения. Все забыли это уничтожение украинцев, что нас туда, в Сибирь, куда хочешь, вывозили. В 60-м вот было, вывозили захід Украины. Это геноцид был, просто издевательство. Просто как чеченцев вывозили в Казахстан. Это просто ужас. Разные национальности, это Советский Союз, и там и раньше империи было уничтожение. Адмирал, если так посмотреть, адмирал здесь? Или он уже уснул? Адмирал. Да, я фильм просто смотрю. Слушай, если так посмотреть, самого лучшего врага в России не было и не будет, как Путин. Он так уничтожил экономически и технологически Россию, что даже никто не стал.
Смотри, Украина помогает, как бы, хочешь не хочешь, ну, весь мир помогает, да? Там чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть Европа, там чуть-чуть Америка. И важно. Россия на своих дотациях живет, на своим финансах, и китайцы помогают. В конце концов, они, слышь, что происходит? Технологии, они вообще отстали, бог знает, на 200 лет вперед, назад. Экономика у них рушится. И в конце концов, это и есть развал России. Она не сможет уже никак окрепнуть. Ты представляешь, что они поставили свою экономику на рейсе военную экономику? Это, Да, знаю. это ломает всю экономику, мировую экономику. Вернуть это обратно, это... Как Советский Союз, что лучше, а Америка и Советский Союз, кто быстрее ядерную бомбу лучше построит. Это такое сейчас мышление в России. Путин это дитя Советского Союза, который... Переношенный. Он идет по стопам Советского Союза, по тем же ошибкам, один к одному. Я вот скажу, что у русских в голове. Когда я жил в России, и там в общении одна женщина там, я начал вот эту политику, и она говорит, ничего, что мы в нищете живем, зато нас все боятся. Представляете, вот, они согласны жить в нищете, главное, чтобы их все боялись. И они это считают величием, что их все боятся. Крепостные. Они всегда были крепостные. Они не знают, что такое свобода. Это еще не как бы слишком мало времени прошло, да, вот это вот дело, как бы, чтобы оно, ну, скажем так, вырасти из этого, да, или... Ребята, их ментально делали необразованными. Вот, допустим, тот же самый Немцов говорил же о том, что там вот этих ученых выгонять, да, либо сажать, либо не депортировать, а выгонять. Вот. Что показывает, что сейчас показывает? То есть у них нету своего мнения. Как не спросишь, они постоянно, ну, то есть не от себя говорят, а что говорит правитель их. Понимаете? И из-за этого я не могу с ними нормально контактировать. Они постоянно ссылаются на Путина, на вот эти... Вы же не слышали вот этого слова за 3 дня от россиян? Так в том-то и дело, что, ребята, от вас, от россиян самих, я слышал. А от правительства, там то, что вот эти... как там, сам Путин не будет говорить. Там конкретно будут... Путин действиями просто показал, что он хотел за 3 дня захватить Украину. Вот, Подожди, просто... Да. Соловьев, политики, генералы. Да, я в том-то и дело, что я же не говорю, что они правительство. Правительство, то есть вот эти Соловьевы и тому подобное, Симонян, которых награждал Путин. Самолично награждал. Да, она не правительство, но они рупоры этого Кремля. То есть зачем тогда, если, допустим, если они говорят, ну вот, например, что это за Украина, типа, ну, она же не военная, ну, типа не военная, мы ее быстро захватим. Зачем тогда награждать этих людей, если они лжецы, подлецы? Ну вот, сами россияне об этом не догадываются. Вот. Но сами они знают, что они занимаются подлым делом. Вот. Что нападают на Украину, а защищает... Можно остановить вас? Да. Они не знают. Я могу объяснить, если меня не будут перебивать. Я вот здесь изучаю посредством ТикТока, в том числе, я изучаю социологию людей, и вот и религии изучаю. Меня здесь знают уже некоторые люди. И вот хочу сказать, вы вот сказали то, что они сами понимают и знают, что делают неправильно. Я считаю, что в этом вопросе вы не совсем понимаете, то есть вы не совсем правы, потому что они как раз, как и исламисты, как и люди под исламом, они думают, что
То есть исламисты, они борются не с вами, они борются с кефирами, с кафирами, с неверными, со злом. Также и постсоветские люди с советским мышлением, они борются с плохими, с капиталистами, они идут добровольцами реально. Они реально это делают. То есть надо поменять ментальность. Вот как, чем и занимается вот Ибрагим. Он как бы меняет мышление людей, чтобы они не шли, вот, как сказать, ислам, он как бы, вот, скажем так, это религия некоторая, она как бы человек меняет мышление. И в первую очередь надо с невежеством бороться, я вот считаю правильно. Поэтому Необразованность. да, вот эти люди, они на полном серьезе, они не понимают, что они творят, они идут как бы за добро, ослепленные. То есть они не понимают, что они делают. Вот что я хотел сказать. Говорите. Они под пропагандой, они идут... Говорите. Якобы творят Ибрагим, добро. секунду. Ну, сейчас, он же мне отвечает. Я хотя бы должен сказать, что говори. я либо с этим согласен, либо нет. Вот Да, смотрите, когда вот это вот, допустим, российские пропагандисты, да, начинают, когда Украина, допустим, отбила, помните, что говорят пропагандисты? Что они говорили? Они говорили, что украинская армия очень хорошая, то есть то, что она военизированная, мы типа должны брать с них там пример. Это один из пропагандистов говорил, российских. То есть они знают об этом. Я не говорю про вот этих обычных граждан, но даже они понимают, что Украина отбивается сейчас от Российской Федерации. Я к чему это говорю, что вы говорите, что они там невежественны, но они знают, за кем правда. Наверху... Просто эти ублюдки... Секунду. Вы правильно наверху, я понял вас. Смотрите, эти ублюдки знают... Ну, сейчас, дайте я скажу сейчас. Они знают, за кем правда, пожалуйста, долго не тяните речь. Да ну призаткните, Эльгар, вы можете призаткнуть свою пасть, а потом вы я скажу. можете покороче. Все, понял, идите, блядь, погуляйте пока. Сейчас микрофон закрыл, подождите, дайте скажу. Вот, просто, блядь, он сбил с мысли, Эльгар. Я говорил, что вот эти россияне, они постоянно будут защищать Россию просто из-за того, что они россияне, и им же вот этим, как они там называют украинцев, на Х, чеченцев на Ч, казахов там на М, да, вот эти колбиты. Ну зачем их слушать? Лучше своих блядей будем защищать. Как тот же самый, помните, вот этот мразь, который в «Брате» снимался же, пускай война, но мы их будем, за них будем, страна воюет, мы все равно будем за этих, вот. А потом мы сами там как-то разберемся. Точно так же эти мрази. Когда закончи, хорошо? Ильгар. Давайте, говорите, хай поговорит. Нет, я закончил, просто я говорю, что они будут защищать своих вот этих блядей. Свои, суки, важнее. Заканчиваю, я говорю, Я говорю, блядь, ну призаткни фонтан, блядь, я тебе скажу, когда я закончу. Заебал нахуй. Тихо, ну не ругайся. Я не ругаюсь. Что за паскуда, которая мешает разговору? У тебя там глиста, блядь, задница, я понять не могу. У тебя глиста, ты не втерпешь. У меня глиста спереди, блядь, в 27 сантиметров. 26 миллиметров, может быть. Да, послушайте на секунду. Дайте уже Эльгару микрофон. Дайте. Да. Говорите. Так, тут трое. Сразу будете говорить? Вы говорите, только не оскорбляйте никого, вас никто не будет говорить. Я разве оскорблял? Я не говорю, что оскорбляю. Просто что вы говорите про почувствовать,
не просто на кого-то, а просто Я говорите, на чтобы... эмоциях, если говорил, это не означает, что я оскорблял. А сейчас я еще раз свою риторику выскажу всем этим троим недоумкам. Я никогда ничью нацию, ничью религию и ничьих родителей, падлы, не трогал. Понятно вам, всем троим, кто здесь говорил. Я Ильгар Мамедов из Грузии. Понятно вам? Что нет? Я Ильгар. Еще раз сказать. А ты, падла. А что вы материтесь, не понял? В чем дело? Что вы так зашли? Я матерился разве? Да. Что-то. Я чью-то мать Что вам трогал. нравится? Ильгар, вы Я же ничью падали, мать обратились. трогал. Ильгар видел кто-то. Я личность могу трогать. Я могу назвать сионистом мразью, падла конченой, но ничью семью. Как это? Ну, Ничью вы когда... Знаешь, мне вот это нравится. Я люблю евреев, но сионистов я не люблю. Вот послушай меня, сионисты это есть евреи. Это раз. Теперь сионист может быть и не еврей тоже, да? Вот эти конченые заходят сюда, вот это начинают это нести вот эту. А че выкинули? А что такое сионист? Ты знаешь? Поднимите его. Что такое сионист? Ему уже 1000 раз объясняли, по-моему. Александр, ты его выкинул? Да. Я бы хотел я поднял его. на тему Бодров, религии да, поговорить. правильно говорит. Адмирал, ты пропустил такую вещь, адмирал, что русские, даже которые хотят сказать, они не могут сказать, потому что в России есть демократия. Если ты много что-то скажешь, тебя сразу на бутылку писать, понимаешь? Там демократия. Так, свобода здесь слова, кто-нибудь будет слушать меня или... Ты объясни мне, подожди, тихо, стоять. Стой. Ильгар, Не мой стоять, я не стою. Говори, Кто такие сионисты? Кто такие сионисты, можешь сказать? Сионисты – это Теодор Герцель, 1897 год, у которого после его Пиши изо рта, что-то рождения здесь вся его держишь? семья с ума сошла, почти дети. Вы не знаете, кто создатель сионизма? Можешь объяснить? Могу. Сионисты кто такие? Могу я вопрос задать вам, сионистам? Я тебя задаю вопрос, кто такой сионисты? Убогие. Вы меня называете Гои? Ты еще контуженный, что ли, блин? Ты что, блин, ты нормальный. Вот. Я вам вопрос Я тебя спрашиваю, кто такой сионисты? Ты можешь мне ответить? Сионист, я отвечаю, это те, которые пошли против иудаизма. Куда? Как вы к этому пришли? Сейчас, Ибрahim, секундочку. Объяснить как вам? вы к этому... А ну, давай, послушай. Объяснить вам? Давай. Объясни, вот Леону тоже объясни. Нет, давать будете вы, а я вам объясняю. Слушайте внимательно. Что говорится в Торе? Стоят тоже. До прихода Машиаха мы не имеем права на свои земли, на свое государство. Есть такое слово в Торе? Откуда ты взял где-то? Отвечайте! Нету, не кричи, нету. Дальше. Тогда Дальше. откройте Тору еще раз, падлы. Где? Ну, Откройте. куда мне... Где Я открыть? вашу Тору, блядь, это наша Тора, не ваша. Я уважаю, а вы не знаете. Не та Тора, Леон. Вы можете смеяться, сколько вам лезет А туда. где Тору можно? Куда мне... Я хочу сейчас открыть Тору. Вот сейчас я открыл Тору. Давай открой. Где читать? Давай, давай. Ну, у меня Торы здесь нету, чтобы Ну, тебя куда читать? продиктовать. Что читать? Давай. Направь меня. То у меня здесь Тора есть, что ли? Я хочу сказать, что вот Ильгар, он живет в Каракалпакстане. Там у них своя Это Тора. клоуны. Я твой Каракалпакстан. Подожди, а ты откуда? Каракалпакский Туру.
Откуда ты клоун? Все, Ильгар, Я из откуда ты, Грузии, Ильгар? понятно? все. Не оскорбляйте, ну давайте не оскорблять, ну. Материться нельзя по исламу. Не ругаться, ну не... От рая Давайте отменяет. посмеемся, вот, это, Ибрагим, что за Палестину меня записала, за секунду. Сейчас я секунду покажу его, как он записал нас. Сейчас, секунду. Ильгар сам сказал, что он из Каракалпакстана же. Что ты? Можете поднять, пожалуйста, его? Поднимите. Зачем вы кинули? Сейчас, секунду, я выключу. Он очень Смотрите. хороший Человек в Грузии, я так понял. Этот, Ибрагим, другой, что за Палестину записал, украинский стрим, вот, читайте лучше. В украинском стриме разгоняют исламофобию, а ведущий украинец лыбится. Тебя, короче, затакфирили, Александр. Да. Вот. Ибрагим. Да. Да. Я Ибрагима спросил, откуда взялась Палестина, он не мог мне до сих пор не может ответить. До сих пор он читает книжку. Ему вообще плевать на Палестину, у них вообще там мусор. Он сказал, что великий знаток истории. Да. Вот. И нарвался на меня. Я послушал 15 минут и спросил, расскажи мне, откуда взялась Палестина. А куда делся Эльгар? Я его спустил. Зачем? Подними его, ну зачем? Александр, Эльгар, скажи мне, Эльгар, где я твой Подождите, друг. ну, Секунду, Александр, Да, Эльгар, я твой друг. Я тебя постоянно пытаюсь найти в этом обществе, что ты это самое, чтоб тебя не выкидывали. Давай. Я же подписался на тебя, Эдгар. Давай, жги, Эдгар. Куда мне пойти почитать то, что ты сейчас говоришь в Торе? Эльгар, тебя не слышно, Эльгар. Подойдите к микрофону. Эльгар, ты не руки, подойдите. Александр, ведущий, Эльгар, ты ты меня слышишь? на Куче живешь, да? Да. На Куче живешь? Хорошо, я к тебе обращаюсь. Ты на Куче а не живешь, к да? этому кодлу, Подождите на блядь. секунду. Подожди. Я не к этому кодлу обращаюсь, а к тебе. Давайте не оскорблять. Не оскорбляю. Я прямиком к тебе обращаюсь. Ты Да, падла слушай. конченая, понял? Всё, Почему ты пошёл убегаешь от вопроса? Оставь, извини, он специально... Они выкидывают. Кто? Идет. Александр, Он специально делает... Послушай, у них тактика такая, да? Александр, Когда Да, ты спрашиваешь говори. вопросы, у них такая тактика. Накидать на вентилятор, а потом, когда ты спрашиваешь конкретные вопросы, он уходит от темы. Когда ты его возвращаешь к этой теме, он начинает оскорблять, обзываться ведущего, чтобы его выкинули. Он, понимаешь, это его тактика. Лео, Подними, пожалуйста, мне его. ему там, они смотрят какие-то ролики, там какие-то вот эти раввины, да, какие-то говнюки сидят, якобы, да, и рассказывают, мы там всех поимели, каких-то гоев, не гоев. Он где-то это наслушается. Это не... Да. Это Они пропаганда. это слушают, и потом ходят вот это вот, короче, изливают вот это. И ты ему когда Одно спросишь хочу потом, сказать. приведи, где это, там, покажи стих, где страницу, короче, он вообще не знает, он чисто тупо послушает. Я знаю, откуда это идет. И это идет все с головы, придумали. Это такая тактика, да? Просто это ненависть к, скажем, еврейскому народу, например. Придумать с головы. И когда ты спрашиваешь, откуда, что, как, он начинает менять тему. Когда ты возвращаешь к этой теме его, у него только один выход — оскорбить кого-то из админов или ведущего, чтобы его выкинули. Все. Все, вот просто все. Но я этих клоунов собираю, эту коллекцию я собираю, да, и каждый раз мне интересно послушать этих идиотов. Там Евгенайтер, ребят, Евгенайтер сидит там, тоже вот это самое, пророссийский, но только в Германии почему-то. Паскуда почему-то не хочет ехать на Россию, жить, там как бы сосуществовать. Почему-то его к Европе тянет, но он выступает против Европы.
против того, чтобы там европейские ценности и тому подобное. Но дело в том, что это они разгоняют европейские ценности, а мы-то говорим о том, что с Европой, с цивилизованными странами нужно дружить и, по крайней мере, экономически там, сотрудничать. А они этого не хотят. Они хотят, чтобы мы воевали, чтобы Россия воевала, а мы были за них, Казахстан. И Евгенайзер, он вот про Казахстан постоянно разгоняет. То есть постоянно заходит на казахские стримы, и чтобы мы были на стороне Российской Федерации. Если мы не на Российской Федерации, то есть не за войну, не за СВО, как они говорят, то значит мы плохие казахи. Вот. Точно такой же и вот этот вот, как его, господи, кто заходил только что, я просто имя его постоянно забываю. Эльгар. Он говорит, что я, например, не казах. Вот. Я, оказывается, уже еврей. Вот. Живущий в Казахстане. Чисто чеченец. Он говорит. Вот. Просто дело в том, что как можно отличить, например... А? Что ты? Русский давай. Он поменял тему. Смотри, ты забыл одну вещь, что в России, да, я с подколом, там демократия, свобода слова. И когда ты можешь говорить все, что тебе угодно. То есть, к чему я говорю это? Что есть люди, которые хотят сказать, но не боятся. И мы были в Грузии, это было год назад, 2 года назад. И сидели в этом ресторане, там дети маленькие бегают, да. И была семья с России. Я так как-то на них посмотрел. И он мне, когда дети сыгрались, и он там вино, там вот всякое такое, и он рассказывает, что он уехал с России, вот как есть, взял сумку и уехал. Почему? Началась война, и он высказал свое мнение о правительстве и положении страны. Так позвонил его лучший друг со школы, сказал, тебе есть полчаса собрать вещи и быстро уехать. Вот все, что у него есть было, он собрал вещи и уехал. А его сын уже был в Грузии. Это свобода слова, понимаешь? А он с болью сердца говорит, я такой дом построил. Я там и баню сделал, и это, и то. Я все бросил, все оставил. Но потом этот друг продал дом. Конечно, там какой-то там с нотариусом что-то подписал. Деньги ему переслали. Вот, он там уже давно. Там какой-то срок. Пошли вы нахуй, чертовы. О, видишь, еще один пришел. Чего себе? Это Ахмад Сила, что ли? Это что за израильский флаг у вас? Салам алейкум. Где? Слушай, бабуин. Подожди, вот там израильский флаг. Но израильский флаг, где сюда? Это израильский флаг нагинает там твоих братьев 1,5 миллиарда или 2 миллиарда раком ставит. У тебя какой флаг, Ахмад Сила? У тебя какой флаг? У меня там, видишь, где-то флаг вообще. Но... Да, мне ваша. Ибрахим, что да, это он снял. До 95 атака бошел гусу. Ну что? О, свобода, израильский флаг, я хмуз. А что у тебя подгорает израильским флагом? Да, что у тебя? Тебе подгорает, что мы нагинаем твоих братьев? Тебя что, Израиль на бутылку сажает? Привыкай. Бусуднах будешь платишь? Бусуднах. Ой, бусуднах будешь платишь, Ибрахим? Поговорите по-русски. Нет, смотри, его Кадыров, его Кадыров нагинает, а он злится на Израиль. Кадыров же твой, Кадыркин тебя нагинает, зачем ты злишься на других? Кадыров это подстилка путинская. Да. Если ты такой мужик, блядь, Антон, блядь, не спешите, я хочу просто... Кадыркина, что ты, блядь, начинаешь? Если вы такие, блядь, пидоразы, нахуй, Режим онлайн хочу показать, как это все работает. Что твой Кадыров ищет в горах Бандеру? Какой Бандеру? Иди нахуй, блядь, ты варь конченый, блядь, ебало за... Ты Манкурт, иди нахуй сам. Пошел ты нахуй, блядь, пидор, я твою маму нахуй ебал, сука, пошел ты нахуй. Ты, сука, ты, гадон, сука, ты, блядь. Ты сукин сын, блядь.
Я твою весь твой народ... шалава, блядь, иди нахуй. Шалава, блядь. На спине Мухаммада трахал, вот тогда будет нормально. Ну, 2 дня оскорблять веру. Показать, это был Нет, очень- Александр, ты сам подрываешься, дай Ибрагиму поговорить. Я хотел вам показать, как вот дебилизируют людей, чтобы дать ему высказаться. Он говорит там, Израиль плохой, почему плохой, понимаете? Что ему в голову влили? Вот. Очень хорошо было бы эксперимент такой провести. Ну, правда, терпение... Не, давай, пусть зайдет. Смотри, он сейчас запрос тебе там сидит. Нет, сейчас уже бесполезно, он все уже матерится. Да, уже подгорело. Просто дело в том, что я и в том-то и дело не влезал в этот разговор. Думал, сейчас Ибрагим сейчас поговорит, и это самое, на чистую воду. Нашел груз. Я прошу, не встревать, дайте, пусть Ибрагим, если чеченец там заходит, пусть Ибрагим поговорит. Ребята, если казах зайдет, мы сами поговорим. Я прошу, не надо истерить и паниковать, и это самое, выкидывать просто на ровном месте. Да, хоть человек говорит. Спокойно. Шалушик, приветствую всех. Ладно, я не знаю, это стыд и позор есть. Сесть вот так, но это же навсегда тут останется в интернете. Это, я не знаю как. Я примерно, наверное, домой никогда не пошел бы, если моя мать услышала бы, где я так матом крою. Это просто стыд, есть стыд. Мать задевать, отца задевать. Я не знаю, что за молодежь. Раньше у нас за это могли сразу тебя шлепнуть. А сейчас я не знаю вообще, что за молодежь есть. Он просто то, что оскорблял, он манкурт, как по-чеченски как сказать? Скажите. Я хотел сказать, вот, представьте, сегодня чеченцы, тем более дома, не могут сказать. Попробуйте сказать, что русские нас 400 лет убивали, Сибирь ссылали. Вот попробуйте сказать. Кто придет? Не русские придут. Придут чеченцы. И когда заберут они тебя, что-нибудь, что ты мусульманин, не мусульманин, за то, что ты в адрес русских против российской власти что-то сказал. И они не беседовать будут с тобой. Они будут пытать, да еще как унижать будут, достоинство. Потом родственников твоих соберут. В селе по телевидению будут тебя показывать, унижать. Вот эти люди адрес России ничего не говорят. Которые 400 вот перед своими там отцами, дедами стыдно должно быть, которых убивали. Они что там говорят, я 7 отцов своих помню. А тогда помнишь, кого там убивали, кого в Сибирь ссылали? Евреи враги стали. Но чеченцы никогда с врагами нам не были. Нам их навязывать не надо. Кто-то там, вот ваши враги, украинцы. Не, нам никто не должен врагов. Вот они навязывают. Не надо. Чеченцы знают, кто свой, кто твой враг. Вот, как говорится, настоящий мужчина тот, кто знает, кто его враг. А мы своего врага что, не знаем, что ли? А просто нам вместо русских кого-то, вместо России, вот вам евреи, украинцы, враги. Не, мы с ними никогда не воевали, они на нашу землю не приходили. И мы не приходили на их землю. Пускай скажут, как есть. Вот кадыровцы сколько чеченцев убили? Сколько убили? Они же чеченцев, они же не русских убивали, они же чеченцев убивали. Полайкайте. Убивать там нельзя. Им не разрешают. Только чеченцев насиловать, убивать, на бутылки сажать. Единственное, был один момент, когда они притащили, это чисто такое постановочное было. Когда они, вот эта тема у нас началась, да, когда религиозное дело мы начинали полностью выворачивать наизнанку и разбирать открыто, то есть вот это табу, когда слетело, да, они попытались, чтобы вон там в Швеции где-то Коран кто-то сжигал,
Кстати, тоже непонятный такой персонаж, связанный с российским посольством. Полудан или как его там. И он, короче, сжег Коран, и, ну, реакции нету, да, потому что мы тоже информируем всех. Такая тема пошла, то есть, первых надо нас теперь гасить, да, ни французов, ни шведов, никого. То есть, весь удар мы на себя взяли. И вот, чтобы такую дестабилизационную ситуацию создать, уже нету, короче, дебилов, да, там, одноразовых, которые на это пойдут. И они сделали такую сцену. Взяли вот этого русского, он сжег в России Коран, его привозят в Чечню, и типа Кадыров, вот этот щесенок младший, он его якобы избивает там. И вот это начали крутить все по всему миру, там хорошие русские, вот эти, которые здесь в Европе. То есть это такой посыл, да, тем, кто находится в Европе, видите, мы здесь за Кораны вот так вот гасим, а вы там сидите, типа ничего не делаете. И все равно это не сработало. То есть из-за того, что такое информационное вот это дело началось, все-таки удалось переломить, да, там, чтобы вот эти будулаки, они не дергались. Но то, что там они, да, с одной стороны, они показывают как бы как пример, да, вот вы тоже вот так делаете, а с другой стороны, они преподнесли всему миру, как будто бы там за Коран в Чечне можно взять, поймать, избить русского тем более. Почему-то этого русского, я, конечно, не сторонник, да, чтобы там кому-то что-то делали. Почему его, например, на бутылку не посадили, как чеченца? Чеченца же посадили, даже не за Коран, просто матерился он якобы там, да? А его взяли и прилюдно на бутылку посадили. А русского почему? За Коран. Коран же это все-таки больше, чем матершинство, да? Вот Коран сжег русский, а на бутылку не посадили. Это что такое? То есть тут такие вот эти детали, да, которые... Там просто это надо в этой теме тоже в курсе быть, да, то, что происходит. Короче, все-таки не получилось у них спровоцировать в Европе на вот такие вот там теракты. Ибрагим, тоже от себя добавлю после тебя. Как раз вот эта тема, я на нашем канале про это говорил. Привозят его обычно, где совершил преступление, если это является преступлением, на месте его. Где-то совершил в Ростовской области или в Пензенской, там судить. Пускай российский суд, русский город, там пускай судит. Зачем его привозить в Чечню? Все народы настраивают против чеченцев, показывают, что в Чечне идет беспредел, и этот сыночек его бьет его коленями, чем только беззащитного. Но если вы переживаете так за мусульман, я говорю, у нас чеченцев, десятки тысяч чеченцев сидят в тюрьмах еще живые. Их там мучают, что не дают молиться там. В ШИЗО сидят, коврики забирают, отнимают. Вы их верните в Чечню. Нам этот, я говорю, Журавель не нужен. Зачем? Это специально делается. И когда его там везут, это в автозаке, и людей насильно с работ пригоняют, с плакатами ставят, типа они возмущаются, что чеченцам больше делать нет. У нас тысячи еще людей в тюрьмах сидят. Уже если человек 20-25 лет отсидел, чем Журавеля сюда везти, лучше этих чеченцев верните домой. Пускай остаток жизни они хоть дома проведут, а не где-нибудь в Сибири, в Карелии, в Колыме будут там сидеть в тюрьмах. Если вы так за религию, вот эти мусульмане, которые сидят в российских тюрьмах, чеченцы, пускай вот верните их домой. Пускай остаток жизни дома проведут. Пускай родители, жены, у них дети есть. Кто-то, если не женился, он может сейчас жениться хоть. У него там 20 лет было, посадили, не успел жениться. Дайте ему хоть жениться что-нибудь. Нет, зачем нам этот Журавель? Ну, специально, чтобы чеченцев со всеми поссорить. Вот видите, вот какие чеченцы. Как они еще, он сидит, а его бьют коленом, там издеваются. Вот, которые сейчас зашли сюда. А вы лучше это за тех чеченцев заступитесь, которые сидят в российских тюрьмах. Пожизненные сроки дали, ни за что, по 25 лет дали. А до них никому дела нету.
Зачем вы выходить на митинг против Журавеля? Лучше выйдите на митинг, скажите, верните наших сыновей, которые в тюрьмах сидят уже по 20 с чем-то лет. Вони просто терпіли, ті кадирівці, вони лучше оскорбити любу націю, крім царя їхнього. Вони боятся его. Я насчет себя скажу, когда я дома выступил, вот, все я спокойно. несколько раз, вот последний раз, когда выступил, мне позвонили и говорит, сказали там, не говорит, что от кого, чтоб ты сегодня же с Чечни уехал, не ночевал сегодня дома, чтоб срочно с Чечни, потому что тебя заберут. А я что сказал? Что я против этой власти. Ничего не сделал, просто я сказал, что против этой власти. Ничего, преступ ничего не сделал. Просто сказал. Мне сказали, уезжай. На второй день приехали. А куда вы можете уехать? Я уже в Германию. Уже уехал. Не, имеется в виду, говорит, уезжайте, а если визы нет? Если виза нету, куда вы можете уехать? Как хочешь к нему. А там не спрашивают. Не, имеется в виду, если бы у вас визы не было, что бы сделали? И не было. Он там сначала в одну... Виза миром, они же границу Козьими тропами, понял, смотрите. Вот чеченец поехал же в Казахстан, да, чтобы... Пошел. подожди. Это территория другого государства. Не, имеется в виду, вот чеченец же там на территории Казахстана в аэропорту уже живет. Он же поехал же в надежде на то, что Казахстан поможет и, да, не выдадут. Да, сейчас вроде там, не знаю, этот вопрос как стоит. А, например, если у чеченцев, если перейдете границу в Грузии, Грузия выдаст или нет? Плохо, что у нас чеченцы разные. И грузинам такие чеченцы, которые мы проговорили, с этими бородами. Они им тоже надоели. Они сказали, вот, проверять чеченцев с бородами, они возвращают. Я считаю, что это вина грузин. Не, Грузия выдаст или не выдаст, если в Грузию? Нет. Есть. Я насчет Грузии все не скажу. Я его не выдам. Я его приму у себя как брата. Тебя там вообще, Ильгар, никто не спрашивает. Нет, я не Да, пошел ты нахрен. Я его приму. Нет, да вот я спросил. Ильгар, перестань материться. Подожди, Каждый, подожди, Миран, вы же не ответите. Каждое твое матершинство. Секунду, Миран, давай скажешь. Один момент, дайте высказать. Ильгар, каждое твое матершинство отдаляет тебя от рая на 70 лет. Я тебе напоминание делаю. Я вопрос задаю. Нет, это не вам, это ему. Грузия выдаст или не выдаст? Я же просто вопрос задал. Грузия выдаст Мы или это нет? не знаем, мы это не знаем. Это они будут смотреть по человеку, может, что за человек представляет опасность. Брат мой, ты приезжай, я тебя не выдам. Пошли. Нет, если, например, смотри, Грузия в каком смысле не выдаст? Если ты будешь не там сидеть, политика. Если транзитом. Не знаю, вот сейчас в последнее время на границе, я помню, грузины чеченцев не пускали. Они сказали, с этим Не пускали, да? мы их боимся. Русских пускали, чеченцев возвращали. С этим Вот, я к чему? Ветеран, Я почему- не слушай Вот, эту провокацию. Я к чему вопрос Не задал? слушай эту Да провокацию, послушайте, брат мой. Каракалпак, успокойся. Я просто вопрос задал, как относится грузинская власть, Колпак, нынешняя колпак, официальная, это ты сам, к чеченцам? Я же вот это спросил же. Я не, Но никто не знает. Ну вот поэтому спросил же. Я что хотел еще сказать? Ну, чтобы вы знали, какая ситуация дома. Я когда работал, людей заставляют насильно вот эти инстаграмы, не помню, вот, подписывать тебя. Я ни на кого не подписан, инстаграма у меня нету. И там дают установку, Кадырова, его сын, там еще кто-то на 5-6 человек ты должен подписаться, они что-то закидывают туда. И ты пишешь комментарий. Хороший Людей комментарий. заставляют насильно писать Да. комментарии. И я написал один комментарий. Вот самое интересное, послушайте. Я пишу комментарий, мне обидно видеть униженный вот так, мой народ, что в таком состоянии. И Да, мне это сразу ужас. директор звонит, представьте, как они сразу это отслеживаются. У них
эти аппараты стоят, люди следят, кто что написал. Представьте, им людям делать нечего, заставляют людей писать комментарии, десятками в день должны, и люди, кто что написал, там сидят грозные люди. И мне директор звонит, ты что, ты хочешь, чтобы тебя забрали и меня, чтобы с работы? Мне только что, говорит, позвонили, что вот это у тебя этот комментарий написал. Представьте, вот. И после этого я не писал, и один говорит, ну что, ну, говорит, или будешь писать, или нет, увольнять. И один говорит, я буду за тебя писать. Я говорю, я писать не буду. Он говорит, я за тебя буду писать. Я говорю, пиши, знаешь что? Что вот, дай Бог, чтобы у всех бедных, там, нищих людей все получилось, вот такие вещи. Но ни Кадырова, никого не хвалили. Подожди, а что, например, ты уехал, а семья, вот твои родственники, семья, они не трогают семью? И семью, если ты все это рассказывать, тяжело будет. Это, они что делают? У нас много молодежи выступили против этой власти, но они покушаются на твою семью. Вот это молодежь, поэтому все Ветеран, не продолжай. Они сейчас тебя провоцируют на слова. Не, я это знаю. Не, я что? Я вообще не провоцирую. Подожди, Каракалпак, подожди. Я к тому, что до чего дошла кадыровская власть. Подожди, я вот что хотел сказать. Я что хотел сказать, я сейчас закончу. Если вы в Чечне не говорите против них ничего, если вы в Чечне, они все записывают здесь. Да, всех призываем, наоборот, соблюдать. Что я хотел сказать? Я сказал, что я не буду писать комментарии, и меня уволили. Вот в чем дело. Вот да, она свобода. Вот не, ветеран же, никто же не знает его. Не, ветеран никто не знает, ни имя, ни фамилии, никто же не видит здесь. Никто же его не видит. Да меня все уже дома знают, уже меня везде показывают. Вот есть специальное программное обеспечение, которое все показывает, где кто сидит. Не, они уже все знают, и по телевизору меня показывают, и уже все, уже в ТикТоке. Не, мы не видим, мы только видим только Эльгар, что с Караклапастана, а так мы не видим ничего. Вот просто мне что обидно, почему я говорю, я просто мой народ, вот, довели до этого состояния, унижили. Вот что мне. Поэтому я эти вещи рассказываю. Ответить. Подожди. Да, говорите. Насчет Грузии я тоже выскажусь. Грузия, возвращала, не принимала. Так, да, ведущий, хотя ты слабый. Подожди, Ильгар, пару слов дай сказать. Ильгар, пару слов. Да. В Грузию, когда бежали от мобилизации, там туда-сюда, к сожалению, чеченцев возвращали. Это не потому, что грузины плохие. Грузины нам самые близкие, если на то пошло. То есть вообще грузинскому народу, кроме там уважения, респекта, просто одна проблема, что там прорусская вот эта такая власть, опять-таки же, это дело самой Грузии. Но еще одна проблема, это то, что вот этот имидж его подпортили конкретно во всем мире. То есть вот это бородачи, вот это вот дело, оно как бы дает о себе знать. Вот такая тема. Вот это, Ильгар, говори. Угу. Мне слово? Да. Это я кому отвечаю? Не, просто говорите свою думку, свое слово. Поставьте меня, пожалуйста, на главный экран. Только не ругаться, давайте. Сейчас, секунду. Если темы нет, я могу сказать. Подождите. Эльгар. Да. О, все, появился. У кого вопрос? Куси видел. Я же его видел. Мирам, давайте не будем. Ну, Куси видел его, да, Каракалпакстан видел. Эльгар чисто, муджахид. Я Карапапах. Знаем, что ты Каракалпак. Знаем. А ты идешь нахуй, блядь. Со своим Карапапахом. Я Карапапах. Подожди, Каракалпаки это наш... Подожди, это близкий народ. Вот оно, что означает Карапапах. Подожди.
Каракалпаки близкий народ казахов. Зачем ты нахуй посылаешь казахов? А идешь ты Это нахуй наш близкий со народ. своими профессиями. Подожди, это близкий казахам народ, каракалпаки. Почему ты Меня не так относишься перебивать. к нам? Понятно, если я Подожди. говорю... Мира, Понятно, если я говорю... Подожди, близкий народ казахов, каракалпаков. Почему ты оскорбляешь? Кто тебе дал А право? кто оскорбил, падла? Ты говоришь, иди нахуй, каракалпак. Как? Почему так говоришь? Ты все время каракалпак. Я Ну, говорю, ну да. я карапапак, а не каракалпак. А почему ты Что, хорошо? что такое зачем ты черная, оскорбляешь каракалпаков? Зачем ты черная оскорбляешь? шапка? Черная шапка. Как на казахском? Нет, берет, оскорбляет наш близкий народ. Зачем ты оскорбляешь близкий народ казахов, каракалпаков? Так же нельзя. Ты что, нацист? Ты же русский, что ли? Добрый вечер. Поддерживаешь Израиль. Да какая разница? Зачем ты оскорбляешь казахов? Зачем ты Это наш близкий Не-не-не. народ. Добрый вечер. Вы же, сионисты, любите везде вот свое вот сунуть, чтобы... тут нету раздор евреев. делать. Раздор делаете, вы падлы, блядь. Тут Разве не нету. так? Тут нету евреев. Тут... Каракалпакские сионисты здесь? Да. Секунду, Василий. Я Витаю. карапапахский турок. Я что, здесь кого-то трогаю? То мы объясняем, что тут евреев нету. Тут Здесь казахи, украинцы и Да. чеченцы. Все, нету здесь евреев. Куда ты, каракалпак? Зачем ты Хорошо, лезешь? хорошо. Добрый вечер. Пожалуйста, Да. еще раз. Секунду, секунду. Еще раз. Меня на главный экран. У меня На секунду, тогда на секунду. другое слово. Секунду. Сейчас, Василий. Говорите. Вы откуда? На главный экран, пожалуйста, меня. Витаю. Что хотите сказать? Мне просто интересно, неужели нас кто-то в костюме родил? Причем костюм? А при чем шапка? Вы какой национальности? Что вы про шапку, про костюм, про чего говорите? Я не помню. Ну, сейчас о чем был разговор? Про национальный убор. Это просто Всё. тюркское племя, которое называется Каракалпак. И в честь этого государство назвали. Это достижение по жизни. А мамка родила его голову. Причем это? Все. Свободно. Сионист был Ильгар, да? Не знаю. Если можно меня вот сделать Да. на главный экран. У меня другое. Давайте не оскорблять и... Я не оскорблял никогда. И не собираюсь. Теперь казахи, слушайте меня. Я сейчас... Давай, вот слушаем. Смотрите, казахи, только истинные казахи. Я от всей души положу руку на сердце. Вам поняли, да, меня? Мои братские народы, люди, братья. Угу. Ни один Поняли, казах поняли. сюда приезжал в Грузию, которого я здесь угощал здесь. Но не могу сказать прям так в ресторанах где-то. Ну хотя бы там хлеб и соль. Почему? Объясню. Мои предки когда-то были высланы в Казахстан после Второй мировой войны. Казахский народ их принял. Я благодарен. Понимаете? Я это казахам говорю. Истинным казахам. Только не тем, которые от имени казахского народа начинают там что-то говорить. Мы казахи, а там мы там или русские, или там сионисты. Мы, казахи, должны ненавидеть сионистов, потому что вы их ненавидите, да? Нет, вам это... Вы это кто говорит?
Казах. Нас двое здесь казахов. То есть мы не имеем права, да, говорить за казахов, да? И вы здесь, сюда тоже влезли, так, короче, сионисты. Здесь тоже... Если вы не против сионистов, адмирал, если вы не против сионистов, то вы не можете за Где казахов. Востока нет? Мы, Ибрагим, мы не истинные казахи. Мы Вот, просто по мнению казахи. Ильгара. Что ты? Вы Мы просто казахи. истинные получаете. Нахыс казах. Да, мы просто обычно казахи. Казахский народ уважаю, люблю и всегда приветствую. А вас, тех, которые между нами стоят и лезут, называют себя там-то где-то азербайджанцем, казахом, а сами не то, что это. Вы не евреи даже, вы не евреи. Я истинных неужели? уважаю. Казахи, да? Паглы ебаные, блядь. Я истинных евреев уважаю. Вы сионисты. Все. А как вы отличите истинный еврей от сиониста? Истинный еврейский. Интересно. Истинный. Можете слушать? Истинный еврей сказал по Торе. Он сказал, я не имею права на свои земли, на свое государство. Я должен жить в мире с другими народами. Израиль не должен существовать, истинный еврей говорил, да? В Коране что Мусульмане. говорится? И в Торе, и в Коране. Знаете, что Мгм. говорит? Что? Не, Земля принадлежит кому? Земля никому не принадлежит. Это мы принадлежим земле. Это во-первых. А во-вторых, эти земли священные кому предназначены, кому подарены Всевышним? Скажите. Что скажите? Вы говорите, если мы начнем говорить, то это Вот перебивать земля будем. Израиля, скажем, да, вот земля Израиля. То вы просите Иерусалим, слово, то вы просите, чтобы вас не перебивали. Да скажите, Земля. а потом мы дальше продолжим. Хорошо, говорю же. Сегодня, где находится Израиль? Кому обещано Всевышний? Я не пойму тебя, ты про что говоришь? Земля. Про израильскую Тоже землю. обещано. Ну. Кому обещано Всевышним эти земли? Каракалпаком. Можно спросить, Ильгар, Ну, значит, ты родом, долбоёб. ты родом откуда? Твоя родина где? Нет у него родины. Ну, Мирам, давайте не будем. Я говорю откуда. Я говорил и повторяю. Выходец, мои предки вышли с Алтайского края, который находится сейчас на российской территории. Сегодня я живу территория Грузии. Дальше еще. Как будет на казахском черная шапка? Я же не казах. Нет, я у вас просто хочу узнать, когда вы говорите, это доказательство того, что я харапапах. Хотя Непонятно, на казахском... просто вот непонятно, Ильгару земли не хватает. Черная шапка. У Ильгара евреи родину отняли. Вот что происходит, я просто хотел бы понять в голове, в психологии человека. В чем проблема вообще? У вас евреи отняли родину, территорию? Нет. Но А кто евреи, отнял? евреи это нормальный народ. Понимаете? У вас государство, где ваше историческое, где у вас родина? А у вас где государство историческое? Мне Казахстан. Вопрос, я отвечаю, Чеченская республика Ичкерия. У меня просто Ичкерия. сейчас захватили наше государство. У вас Ичкерия. Каракалпакстан? Правильно. У вас
Речь есть? О, ребята, а как с вами поздороваться? Я хочу сказать, я казах же типичный. Я люблю сказать вот так. Армусан, ассаламу алейкум. И здоровее видали. Здорово, мужики. А я Александра знаю, то есть ведущего этого эфира. Я слушаю вас, короче, и думаю про вас вот так, что вы политически несообразованные люди. То есть Несообразованные люди, это как? Да, мне это А возможно. тебя немного штормит, да, немного Рот налево, откнул, сука, направо. роя. Когда мужик Ербулат, так я Не тоже подгорай. казах, не гони. Кумакскине, Ербулат. Если ты не против сионистов, то ты не настоящий казах. Я кумай, да. Я еще какой я настоящий казах. Сейчас я тебе лицо покажу свое. Ильгар говорит. Лицо тут не надо показывать. Я, ребята, короче, варго. Вы варго малообразованные ребята. То, блин, Да, Ербулат. чтоб я рот заткнул, сука. Ербулат, сколько Ты знаешь, Сука, казахстанский, который, блядь, себя показываешь Суперменом, Бэтменом, сука. Бэтменом. Ты к нам не Понял. заходишь в эфир, значит, ты гандон. Так, Ербулат, я тебя найти не могу, понимаешь? Я из-за этого не могу. Порядок наведи, он немного под настроение. Да, Ербулат, сколько ты выпил? И, кстати, Ербулат, сколько ты выпил? Подождите, мусульмане. В Казахстане, кстати, делают хорошую водку. Мне привозили презент. Подтверждаю, в Казахстане хорошая водка. Кстати, Ильгар, вот пан Нет, Чечин, он Ильгар натуральный вопрос. казах, потому что он против сионистов. Микрофон все время выключивает. Я мужик. Ты интонацию не туда ставишь. Выключивает. Кефиры Я мусульмане. ты нахуй аққұлақ, короче, я тебе Жоқ, қай жақтан аққұлақ боламын, Ербулат, қойсайшы ондайды. в школе учился, мне это было нормально. Ербулат, қоя сал. Аққұлақ деп сен россияндарға айтасың. Түсіндің ба? Гандон, сука, нахуй. Сашка, бачишь, что творится? И зачем микрофон вырубать им? Дайте. Нахуя ты его? Позорит, блядь, казахов. У него забери, блядь, этот, блядь, нахуй. И те обрезаны. Он захватил микрофон. Забери у него, блядь, и... Ербулат, я тебе не вырубаю. Александр, хватит ему. Александр. Надо две категории. Пидорасы конченые, сука, вы когда вы меня... Осуждаю, Ербулат, осуждаю. Подождите, не говорите. Адмирал говорит. Бля, микрофон. Надо сделать. Да не вырубайте ему микрофон. Алло, вы можете не вырубать ему микрофон? Ты же, Гандон, вырубаешь сам. Ербулат, я тебя не вырубаю, я тебе серьезно. Ты вырубаешь, сука, я... Две группы. Вот есть. Дунатский, обрезанные и не обрезанные. Гандунатский, говорит. Да давайте не говорите, что забанят за... Да. Супер Гандунат. Ербулат, под твое имя попадает. Убери. Он украл модераторство. Александр, харе вырубать микрофон. Казахи, братья мои, ассаламу алейкум. Всего хорошего вам, доброй ночи. Все хорошего. Да, давай, Баратрек. У него, вот это ты кому отдал? Ты наивный парень. Кому отдал? Что отдал? Сашко, я Знаешь, вот это, да? пропоную препарировать. Почекайте. Пропоную препарировать. Тут сделать... Вы, мужики, просто не знаете. Как в апартеиде. Обрезанный и не обрезанный. У нас в Казахстане предать. Это меня врубает. Это Бэтмен, который... Мирам, вот что думаешь про этого немного контуженного? Он контуженный, да? Я супер контуженный, если хочешь. Тебя, Ербулат, к двери прислоняли, я понять не могу, блядь. Может, прекратишь вот эти вот действия? Давайте я вас помирю. Вы же все обрезаны. Ребята. Вы поэтому... Пан Чечин, на гармошке азан спой. Так, меня слышно, нет? Да, слышно. Гандон, меня, убери от... Оператора убери от него.
Все, все, Это спокойно. Я выключаю. Панчетил, Хай не все обрезаны, успокоится. но только его Давайте, обрезали давайте походу побольше. послушаем, что он говорит. Что вы хотели сказать? Смотрите, у меня предложение есть. Сделать две группы. Одни обрезанные, другие не обрезанные. И тогда будет нам Давайте легче. не, там сейчас эфир мне забанит за Короче, сексуальные, Панчитил хочет спуститься до уровня таких разговоров. русского там. мира, да? Не, подождите. Смотрите, если вы обрезанные, вас по ритуалу это сделали. Это же ритуал, правильно? Религиозный. Значит, вы в одной группе. Путин Сейчас. грозился сделать эту операцию. таким Адмирал, ты образом, обрезанный? Там ничего не Скажи вырастет. Да не будем запрятать, ну. Да. Да, Панчитил, да, Тут я сейчас меня обрезанный. заблокируют за- О, видишь? Вы хотели рассмотреть... И вот заходил тут. Да не, ничего, ну покажи, ну что. Что? Покажи, что. Нет, я мужикам не показываю. Я же Ну только... ладно. Я же только я этот, ну, вам сейчас Всё, расскажу. давайте У меня есть не- проект. своей возлюбленной могу показать, как бы, а так... Чечен, я не понял, это что за Адмирал. Да. Тут сейчас Чё за- Абрагим, любитель Палестины, записывает. Сейчас эфир был про мусульман, плохо говорю. Тут сейчас будет сексуальный эфир. Давайте не скатываться в русский мир. Давайте Ермолов нормально пишет, общаться. ведущий мини жал тебя. Я жал тебя. Да, ему Давай. жалко тебя. Жалко, иди сюда. Ербулат вот этот, он просто набухался, ему делать нечего, поэтому зашел. Да. Давай я его поднял. Просто он набухался, ему делать нечего. О, записывай. Я не пьяный. Не пьяная. Дашь слово сказать? Сюда. Дай хоть скажет это слово. Только без матюкию. Конечно. Ты кому Смело, модераторы дал, если что у него микрофон Я не буду закрывает? Не буду мотивировать. Смотрите, мусульмане, сионисты, я вам одну минуту скажу. Сашко, дивись. Тут сиониста нема. Давайте. Хорошо, там все. Ну кто то еврей. Смотри, Сашко. Да. Вот, Нет, я христианин. мы с тобой христиане, мы с тобой не обрезаны. Подождите, мусульмане. Пан Чечил, ты вообще-то Подожди мусульманин. минуту, подожди. За шариат такой. Тупой парень. Да подождите. Суй, короче. Смотри, в Украине надо что сделать? Не пускать к власти обрезанных. Да, время. Подождите, если украдут деньги, одни убегут в Дубай, другие в Израиль. И все, и Сталины. И в Чечне надо такое сделать. Они Как предатели. в Чечне придут к власти. Все вы надо мрази. понимать- Все вы надо мрази. понимать, комиссия. Тупые. Да бля, кто ему микрофон закрывает? Успокойтесь. Тупые. Или он сам себе... Это он сам себе закрывает микрофон, Всё, а я потом выключу. типа... Давайте не будем говорить про это. Ну, Так, пан Чечил, с тебя нормально был. азан Да. на гармошке. Не, Ибрагим, скажи, вот последний вопрос. Обрезание это религиозный ритуал или нет? Обрезание. я выключаю, все. Эта тема, она для меня неприемлемая, но как бы там ни было, все-таки я считаю, что это, как оно правильно на русском языке звучит, ну, Это интимный гигиенически. вопрос. Это интимный вопрос. Да, Это интимный гигиенично. вопрос, его не касается. Да, гигиенично это все-таки, короче, не знаю, эту тему. Давайте в меру, но не про тут эфиры. Нормальні ефіри. Тут Брагім з Палестини підтримує, все записует. Давайте не русский вы быть, а как культурно быть общаться. Без этих сексуальных. То один казах тоже два. Ну, одно куата не будем говорить, а про другого там есть не помню, Азамат. Есть такой тоже про сексуальные. Так что вы общаетесь про это. Ну давайте не про культуру. А не, блин, про какое-то русское мышление. Про культуру, что... Давайте говорите, Абраим.
вообще-то уже на боковую. Все, дякую, що ви. Всем всего хорошего. Короче, слава Украине, смерть врагам и так далее. Спасибо всем. Москалям. Да. Да. Смерть Далее, москалям. короче, До говорить. свидания. Счастливо, всего хорошего. Марш, Дякую, що ви заходили. Давай, Ибрагим, удачи тебе. Да, всем удачи. Евреям, мусульманам только что мир был быстрее. А русским, кажется, русский мир, это корабль Москва. Что жить не хотят одни спокойно. Всё. Я тоже пошел, давайте. Сауболнус. Рахмет, Рахмет Салбовна. Дякую. Дякую. Счастливо. Так, я так и не понял, что Ербулат хотел и что хотел пан Чечел. Да не, Ербулат, что хотел? Просто делать нихеру. Сколько у вас уже времени? Хуйню страдал. 3. Что там может? Дурачок, я посмотрел его, этот аккаунт, там дурачок какой-то. Нахер вообще нужен? Нет, ну, культура, так воспитание. Я вот, например, считаю, когда вот я захожу с вот Александр, адмирал, когда мы общаемся втроем, мы разговариваем так серьезно, мы без всяких каких-то разборок, без всяких этих... Я с Айгуль разговаривал, адмирал, знаете, он говорит, адмирал единственный, который не полез, говорит, в эту всю грязь. Знаешь, да, там между ними разборки какие-то, знаешь, да? Да. Между собой. Знаешь, он говорит, единственный, который не полез в эту грязь, ну и понятно, еще и я. Ну, понятно, я-то тоже, зачем это? И говорит, Это да, самое хулиган. А? Я говорю, самое главное хулиганное мира. Нет, он говорит, что он как раз не полез во всю эту грязь, Ну, да. все эти разборки. И я говорю, да, мы собираемся, мы говорим, ну реально собираем людей, общаемся, там, говорим о серьезных вещах, а не какой-то херни, кто кого там нахуй послал. Ты видел, ну, короче, ты знаешь, да? Да я знаю это. Да. Какой-то бредный суд, просто друг с другом начинают сраться вообще не Да, пойму. то есть они, получается, зря распыляют как бы свою энергию. И самое главное, что да, вот я сколько времени, уже 2014 года, я вот когда мне говорят, а что ты сделал, говорит, для страны? Я говорю, да, ну я много делал, да, когда работал на госслужбе, но при этом вот здесь в соцсетях я, по крайней мере, казахам открыл глаза, многим казахам, очень